Еще раз поздравляю вас уже с наступившим нашим профессиональным праздником. Все, наверное, отпраздновали, кто-то готовится еще отпраздновать. Но, тем не менее, успехов нам в творческой деятельности и разных всяческих благ. Пока наш лектор готовится, еще раз хочу напомнить, что тот материал, который был вчера, он находится в компьютере на рабочем столе, называется астрономия. Это у тех, у кого не получилось по какой-то причине, вот вчера этот материал получить. Ничего страшного, то есть будем терпимы друг к другу, поймем какие-то все наши особенности характера и будем получать интересную, нужную информацию. Готовьтесь задавать вопросы, готовьтесь к тому, что вам тоже каким-то образом активно нужно поучаствовать. Уважаемые коллеги, а сейчас я представляю вам Ополовского Владимира Александровича. Это методист корпорации «Российский учебник». Российский учебник у нас теперь состоит из нескольких издательств. И Владимир Александрович вам все это и расскажет. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Еще раз разрешите представиться. Ополовский Владимир Александрович. Я являюсь представителем корпорации «Российский учебник». На случай, так как название достаточно новое данное, в двух словах, что оно из себя представляет. Российский учебник корпорация была образована только в этом году путем слияния нескольких учебных издательств. Я думаю, по крайней мере, про часть данных учебных издательств вы знаете. То есть, если говорить о таких предметах, как физика, астрономия, это издательство «Дрофа». Мы все знают, в частности, учебники Перышкина по физике выпускает издательство «Финтанограф», цифровая образовательная платформа «Лекта» и несколько других организаций. То есть, после слияния теперь это вот все вместе взятое называется корпорация «Российский учебник». Перед началом сегодняшнего семинара я хотел бы раздать некоторый раздаточный материал, и поэтому я попрошу тех уважаемых мужчин, которые поближе находятся, в количестве 3 человек, если можно сюда подойти и мне с этим помочь. Можно, пожалуйста? Спасибо большое. После этого мы, собственно, будем приступать. Спасибо.
Итак, уважаемые коллеги, давайте начинать наш семинар. Он сегодня будет посвящен астрономии. У нас примерно следующий регламент работы. То есть мы где-то час работаем, где-то минут 10 отдыхаем. Но ориентировочно где-то часов до 6, может чуть раньше, как мне вот объяснили, где-то так. Это вот по регламенту работы. Сегодня вам будут представлены некоторые материалы по астрономии, по ее преподаванию как отдельному предмету. И сейчас что вам, спасибо коллегам, что мы сейчас раздали. Во-первых, компакт-диск. На компакт-дисках записаны те материалы, которые будут представлены вашему вниманию сегодня. Ну, то есть, если вы что-то для себя новое, может даже интересное услышите, там все есть. И некоторые материалы, которые представлены не будут, тоже дополнительные там имеются по астрономии. Далее, каталог тоже раздали. То есть небольшая такая информация, что сейчас издается по физике и астрономии для вашего удобства, для удобства ваших учеников. Программка, лист формата А4. Примерная программа сегодняшнего семинара, то есть вопросы, которые в принципе можно обсудить. Вероятно, не все успеем, но что-то вот из этого. И последний элемент, то есть вот такой вот листочек, тоже, надеюсь, всем досталось. Это памятка участнику образовательного мероприятия. Каждый участник сегодняшнего семинара имеет право получить сертификат от издательства «Образовательный». То есть, соответственно, он у нас на 5 часов будет выдаваться. Он выдается в электронном виде. Достаточно просто делается. То есть у нас на сайте вводится индивидуальный код, который здесь написан. И сертификат именной уже приходит на вашу почту. Я сегодня покажу в процессе доклада, как это делается. Там все достаточно быстро, достаточно просто. Вместе с сертификатом, в качестве маленького спасибо от издательства, приходит промокод на скидку 15% на всю нашу печатную продукцию. Он бессрочный, то есть, в принципе, при желании можно пользоваться. То есть, какая у нас есть печатная продукция, каталоги тоже раздали, посмотреть можно. То есть это вот такой организационный момент. Если по ходу моего доклада будут возникать какие-то вопросы, пожалуйста, тоже не стесняемся, спрашиваем. Можно прям по ходу доклада, можно там, допустим, перед перерывом, по окончании того или иного доклада. То есть как вам удобнее, пожалуйста. То есть если в моих силах, как-то постараюсь ответить. И последний вопрос. Меня нормально слышно, особенно на задних рядах. Изображение здесь вот на экранах примерно видно. То есть то, что будет показываться. Хорошо. Итак, первый доклад будет посвящен астрономии как отдельному предмету. Начнем немного, буквально минуты на 3-4, с нормативной базы и, собственно, с истории вопроса. Уже вот год назад наш министр образования Ольга Васильева, выступая в прямом эфире одного из федеральных телеканалов, честно нас предупредила, не дословно, но по смыслу. Она сказала, что, уважаемые учителя физики, морально готовьтесь. С 2017 года вы снова будете учителями астрономии тоже. В общем, нас честно предупреждали. Правда, под слова министра нормативная база не было практически год, потому что вся нормативная база по астрономии вышла в июне месяце этого года. То есть, когда мы благополучно сдавали ЕГЭ, выходили в отпуск, может быть, не очень было времени за всем этим следить, все это появилось. В чем эта нормативная база заключается и какие основные мысли там отражены? В ближайшие несколько минут постараюсь до вас донести. Итак, 7 июня 2017 года вышел приказ Министерства образования и науки России за номером 506 о внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта. То есть, согласно этому приказу, астрономия стала обязательным предметом для тех старшеклассников, которые обучаются по федеральному компоненту. То есть, по факту, для абсолютного большинства старшеклассников нашей страны. 29 июня этого же 2017 года приказ 613 Министерства образования и науки о внесении изменений во ВГОС среднего общего образования. Согласно этому приказу, астрономия стала обязательным предметом, то есть в объеме не менее 35 часов, и для тех старшеклассников, которые уже по ВГОСам с некоторым опережением обучаются.
Такой вопрос к слушателям. Можно вот поднять руки? Есть учителя, которые в старших классах уже с опережением сейчас работают по ВГОС? Так, ну, понятно, несколько человек, ну, то есть примерно традиционный процент. То есть с опережением некоторые школы работают, но таких пока еще немного. Но в любом случае и для тех старшеклассников, которые работают по федеральному компоненту, и для тех, которые учатся по ВГОС, предмет обязательный. Немного остановлюсь, прокомментирую, что значит слово «обязательный». То есть, например, по ВГОС среднего общего образования, то есть для 10-11 класса, такой предмет, как физика, обязательным не является. Я правильно понимаю, здесь учителя физики? Я правильно понимаю. Естествознание. То есть астрономия, он вводится и для школ, и для колледжей, и для всего. То есть это полностью. То есть, повторюсь, по ВГОСам, именно для старших классов 10-11 физика теперь обязательным предметом не будет являться. То есть ее, в принципе, теоретически можно не преподавать. Можно преподавать, например, естествознание. А астрономия обязательно. То есть там она уже для всех, и она предмет поэтому вот называется обязательным. То есть 11 предметов, обязательно среди них астрономия. То есть мы пришли к ситуации, по сути, прямо обратной тому, что было раньше. То есть федеральный компонент раньше там вводил физику как обязательный предмет, а астрономия была предмет, разрешенный для преподавания по выбору. То есть, ну, чисто юридически сейчас наоборот. Ну, надеюсь, фактически тоже наоборот все-таки не станет. Но юридически теперь вот так. Угу. То есть ситуация вот такая. В том же июне 2017 года Министерство образования разослало официальное письмо, методические рекомендации о введении астрономии как обязательного предмета, где объясняли, ну, грубо говоря, что нам следует думать по поводу вот этих приказов и какие конкретные шаги следует предпринять для введения астрономии как обязательного предмета. На некоторых моментах этого письма я постараюсь остановиться. Оно небольшое, там всего 5 страниц. Смысловую нагрузку несут там всего 1,5 страницы последние. Так что читается быстро на тех компакт-дисках, что я раздал, оно есть. Так что при желании любой, в общем-то, с первоисточником ознакомиться может. То есть какие там моменты? Основные их повторю. Повторяюсь, астрономия теперь обязательный предмет в объеме не менее 35 часов. И по федеральному компоненту, и по ВГОСам среднего общего образования. Юридически астрономия стала обязательным предметом уже сейчас, с 1 сентября 2017 года, но министерство предусмотрело некоторый переходный период, если та или иная школа или тот или иной регион в целом по тем или иным причинам, допустим, не готовы были к введению астрономии с 1 сентября этого 2017 года, есть переходный период. Можно, в принципе, с этим подождать. То есть, если есть те или иные причины, можно по факту начинать вводить преподавание астрономии либо с января 2018 года, либо, если совсем уж причины большие, даже с 1 сентября 2018 года. То есть, вот такой переходный период предусмотрен. Можно было начинать преподавать астрономию с прошедшего 1 сентября, можно с января, можно со следующего сентября по выбору регионов. Если регион данный выбор не делает и школа не оповещает, то по выбору школ. Ну, то есть директор, как я надеюсь, по согласованию с учителем, если соответствующее распоряжение регионального министерства не было, имеет право один из этих 3 сроков преподавания выбрать. При этом министерство разрешает 3 модели преподавания. То есть они разрешены все, чуть-чуть в разном приоритете, но разрешены все. Тоже оставляется это либо на выбор региона конкретного. Если Министерство образования региона никакого приказа по этому поводу не издает, то на выбор школы, то есть директора, надеюсь, по согласованию с учителем. То есть наиболее приоритетная модель, как это было всегда, то есть астрономия преподается 1 год в 11 классе из расчета 1 час в неделю. Наиболее приоритетно, но можно и другие модели. 11 класс достаточно специфический, а его второе полугодие совсем специфическое.
И чтобы немного его разгрузить, министерство разрешают еще 2 модели. Можно преподавать астрономию в 11 классе, но только первое полугодие. Первую, вторую четверть, уже исходя из расчета 2 часа в неделю. Можно начинать преподавать астрономию в 10 классе. В втором полугодии год идет преподавание. Ну и, соответственно, в конце первого полугодия 11 класса заканчивается. Тоже 1 час в неделю получается. Практически все регионы выбрали одну из этих 3 моделей. Почему говорю практически все? За единственным исключением. Департамент образования такого региона, как город Москва, разрешил московским учителям преподавать астрономию просто в 10 классе, не заходя в 11. То есть остальные регионы, как правило, следуют указаниям федерального министерства. Появляется новый предмет. Он небольшой, одночасовой, в общем-то. Но даже 1 час его откуда-то нужно брать. Поэтому тоже такой вопрос. Можно, пожалуйста, поднять руки, кто сейчас уже по факту, уже сейчас ведет астрономию? Есть такие учителя? Так, так на вид что-то около половины. Понятно. То есть откуда этот час нужно брать? Министерство тоже прописало, откуда это можно брать, откуда нельзя. Откуда нельзя брать, список очень короткий, всего из 1 пункта состоит. То есть нельзя брать час на астрономию за счет уменьшения базовой части других предметов. То есть постараюсь перевести на русский язык. Предположим, понятно, астрономию в абсолютном большинстве будут вести учителя физики. Не обязательно, но по факту, думаю, будет так. Предположим, вы ведете в старших классах физику на базовом уровне. Можно такой вопрос. Есть учителя, у которых в старших классах на базовом уровне 3 часа либо больше. Можно поднять руки? Есть. Формально 3-й час имеют право забирать. То есть 2 часа на базу – это то, что обязаны обеспечивать. Все, что сверху, это уже обеспечивать не обязаны. Поэтому если регион либо администрация школы считает, что, допустим, 3-й час физики не жалко, а есть такие регионы, которые так считают, Московская область, например, в принципе, имеют право. То есть можно перераспределить этот час с 3-го часа физики, перевести его на астрономию. То есть это печально, но право имеют. Аналогично с профильными классами. То есть тоже такой вопрос. Можно поднять руки, кто работает в профильных, 5 часов как минимум, то есть профиль. Так, есть несколько человек. А есть больше 5 часов? Есть 1 человек. То есть вы здесь один будете под ударом в этом плане, потому что то, что свыше 5 часов, на профиле тоже имеют право забирать. То есть на базе обязаны обеспечить 2 часа, на профиле 5. Если есть что-то больше этого, администрация школы имеет законное право, к сожалению, эти часы убирать, в частности, в пользу астрономии. То есть и действительно в ряде регионов так поступают, как это не печально, это есть. То есть нельзя за счет основной части того или иного предмета брать, но если предмет преподается, на него часов выделяется по факту больше, чем минимально необходимое по программе, имеют право взять. Можно вводить астрономию за счет, то есть не только за счет обязательной части, можно и за счет школьного компонента, можно за счет вариативной части и так далее, и так далее. То есть здесь за счет всего, что есть. В принципе, есть вариант, можно просто за счет увеличения нагрузки на час. Если, конечно, ее есть куда увеличивать. Потому что, в принципе, базисный план в старших классах разрешает до 35 часов нагрузки для старшеклассников. Если в школе эти 35 часов не выбраны, и администрация готова пойти на то, чтобы нагрузку на час увеличить, тоже можно. Я не знаю просто как в Сыктывкаре, потому что в национальных республиках, как правило, есть несколько своих специфических предметов, язык и так далее, и так далее. Понятно, нагрузка поэтому увеличивается. Но у нас в Москве, допустим, для старшеклассников, если говорить об общеобразовательных классах, как правило, 28, 29, 30 часов, в этих диапазонах. То есть там, в принципе, есть резерв, чтобы просто увеличивать нагрузку, и резерв достаточно существенный. Как у вас, я не знаю. То есть если эти часы не выбраны, в принципе, есть законное право ни у кого ничего не забирать, а просто ввести этот предмет еще 1 лишний час. Тоже можно. Опять-таки, как именно пойти, решает либо Министерство образования региона, если такого приказа нет, каждая школа вправе самостоятельно
выбрать, откуда этот час для астрономии брать. Далее. Астрономия появилась как обязательный предмет. Ну, так как здесь все учителя физики, как я понял, или есть учителя не физики все-таки, все учителя физики, то все прекрасно помним, чем, собственно, курс физики у нас заканчивается. Вот, а курс физики в 11 классе, да, все прекрасно помним, уже давным-давно у нас заканчивается, собственно, астрономией. Тоже министерство прокомментировало данный вопрос. С этим комментарием очень многие не согласны, но, по крайней мере, на этот учебный год это вот так. То есть астрономическая часть в курсе физики, она никуда не девается, остается в полном объеме без всяких изменений. То есть было прокомментировано, что физика и астрономия – это два разных предмета, к ним разные требования. Да, в чем-то эти требования будут повторяться, но между тем астрономическую составляющую из курса физики никто не убирал и не уменьшал. То есть, насколько я знаю, уже целый ряд регионов сделали запросы в Министерство образования, что насколько это действительно необходимо. Ну, может быть, там что-нибудь по этому поводу решат. Обычно там неспешно решают, но пока это вот так. То есть, если мы помним, напомню, от объявления министром, что астрономия будет, до подписания соответствующего приказа прошло 10 месяцев. Ну, может быть, с этим вопросом тоже что-нибудь решат уже к следующему, правда, как минимум, учебному году. То есть, астрономия физики остается. Там не так, чтобы большой объем был, но он никуда не девается. Далее, новый предмет, более того, новый обязательный предмет. Ну и соответствующий вопрос, какая будет по нему отчетность. То есть, грубо говоря, что с нас по нему будет спрашивать. Вот с нас вообще любят все спрашивать, что будет с астрономией. Хотя астрономия обязательный предмет, в отличие от физики, которая теперь будет необязательной. Но отдельного ЕГЭ по астрономии не планируется. Но представитель Министерства образования вот так вот тонко выразился, но я сейчас постараюсь просто дословно передать. То есть она сказала следующее, что в ближайшие 2 года не планируется проведение обязательных всероссийских проверочных работ по астрономии для старшеклассников. То есть в ближайшие 2 года не планируется. Ну, видимо, в переводе с бюрократического языка это означает, что через 2 года, наверное, планируется. Но прямо пока не сказали. То есть в плане отчетности, видимо, через 2 года или там через 3 нас ждут ВПРы. То есть они будут обязательны для всех. Ну и тоже ЕГЭ по астрономии не будет, но в ЕГЭ по физике, думаю, многие уже видели в нынешней демоверсии, на сайте ФИПИ уже достаточно давно выложена демоверсия, вопрос номер 24. Появился новый, он, в принципе, носит астрономический характер. Демидова Марина Юрьевна на своей пресс-конференции, потом менее подробно на вебинаре, который она проводила, прокомментировала, что пока формально это еще даже не совсем и астрономия. То есть, ну, что-то по астрономии в ЕГЭ точно будет теперь. Ну, то есть, как минимум, одно задание. Пока что это вот вопрос 2 из 5, грубо говоря, из 5 утверждений выбрать 2. Ну, дальше, может, формат тоже изменится. То есть, пока что в этом году еще не все старшеклассники изучают астрономию, поэтому вопрос пока что относительно простой. Что будет в следующем году, ну, собственно, узнаем через год. То есть, может, формат астрономического задания, либо их количество как-то поменяют. Пока это неизвестно, пока это не сообщалось. То есть, еще раз повторюсь, по отчетности. ВПРы, видимо, будут для всех, но через 2 года. И одно астрономическое задание в ЕГЭ по физике у тех учеников, кто ЕГЭ по физике сдает. Ну, ЕГЭ по физике экзамен очень популярный. Тоже можно такой вопрос. Можно поднять руки. У кого не сдавали этим летом ученики ЕГЭ по физике? 1, 2. Все, да? Ну, то есть учеников это касается не всех, а учителей, собственно, всех. ЕГЭ по физике тоже. То есть такие 2 формы отчетности пока от нас предусматривают. Формат, в котором будет проходить ВПР, то есть ну, там демоверсии и так далее по астрономии, понятно, пока что нет. Ну, наверное, со временем ближе к делу будет. Далее, тоже министерство подчеркнуло, какой вопрос. Формально физика астрономия новый предмет. Понятно, в курсе физики мы всегда астрономическую составляющую преподавали. Когда-то у нас была астрономия как обязательный предмет. Но последние годы, то есть юридически с 2004-2005 года, она обязательным не была.
Поэтому это предмет новый. И министерство издало распоряжение, что учителям, которые будут преподавать астрономию, в принципе, надо пройти соответствующие курсы по астрономии. И здесь тоже достаточно тонкий момент. Представитель министерства минут 10 пыталась она объяснить следующую позицию. В принципе, астрономию имеет право преподавать любой учитель. Понятно, в основном это учителя физики. Так вот, если преподает учитель не физики, он на 100% обязан пройти курсы повышения квалификации по астрономии, здесь никаких вариантов нет. Если астрономию преподает учитель физики, в абсолютном большинстве так оно и будет, здесь уже есть нюанс. Здесь нет строгой обязаловки, так скажем, пройти эти курсы, но вот после вот этого «но» представитель министерства, замминистра, минут 10 объясняла, насколько это все-таки необходимо. То есть здесь вот пока она объясняла, просто вот вспомнилась вот эта вот старая пословица про колхоз, которое дело добровольное. В общем-то, здесь ситуация примерно такая же прослеживается. То есть, с одной стороны, учитель с разрешения директора своей школы, учитель физики, имеет право не проходить соответствующие курсы под ответственность директора школы. То есть, что это означает, как передала замминистра? Если в дальнейшем в этой школе будут какие-нибудь там проблемы с астрономией, там двойка по ВПР, еще чего-нибудь, директора, в общем, такого живут сосвету. То есть администрация не будет заинтересована освобождать вас от этих курсов повышения квалификации. То есть формально они не обязательны, но по сути будет практически обязательно. Последний момент, на котором хотелось бы остановиться из вот этой нормативной базы, то есть тоже в методических рекомендациях министерства этот вопрос освещен. Каждый предмет подразумевает наличие каких-либо учебников, с помощью которых данный предмет преподается. Самый конец методических рекомендаций министерства этот вопрос затронул, то есть самый последний абзац, я его даже зачитаю, начало. При изучении астрономии может быть использован учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс», Воронцов, Вильяминов, Страут, издательство «Дрофа», включенный федеральный перечень и так далее, а также учебные пособия, и перечисляется, какие учебные пособия. То есть речь идет об учебнике «Астрономия» Воронцова-Вильяминова, я вот сейчас его держу в руках. И следующая часть моего доклада будет посвящена ему. То есть если какие-то есть вопросы еще по нормативной части, по тем законам, по которым мы сейчас работаем, тоже можно сейчас задать. Если нет, пойдем дальше. Что еще раз? Рекомендован только этот, да. Есть Чаругин, да. Он вошел в федеральный перечень. То есть я не могу объяснить просто, почему в рекомендациях министерства его нету, но в перечень он вошел, да. Был. Но здесь ключевое слово, что он уже был. Он был хороший, но его сейчас нет. И пока не предвидится. То есть там юридическая составляющая, видимо, неразрешима. Итак, переходим к учебнику. Прежде чем я к нему перейду, давайте опять вопрос. Вот можно посмотреть на экран. И поднять руки тем учителям, кто здесь ни одной картинки не узнает. Понятно. То есть я перевожу вот этот смех следующим образом. В принципе, про Воронцова-Вильяминова все в курсе, кто такой автор. Вы мне упрощаете дело, спасибо. То есть действительно учебник классический, всем известен. Раньше еще в Советском Союзе при 10-летней школе так выглядел, когда перешли к 11-летке в 80-х годах так. Но сейчас вот в последнее время с введением в ГОСов выглядит таким вот образом. То есть, собственно, вот он. Так случилось, что действительно у нас астрономия достаточно давно не была обязательный предмет. Она была предмет по выбору. То есть его можно было преподавать, но не так уж большой процент школ был, где его преподавали. Был достаточно длинный период времени, лет 10, если не 10 точно, может 15, когда в федеральном перечне оставался единственный вообще учебник по астрономии, то есть, собственно, вот этот Воронцов-Вильяминов, то есть до лета вот этого года, то есть буквально вот до состояния там месяца или два назад. То есть это единственный учебник, по которому фактически все время работали, все время учились, никогда не прекращали с момента его написания. То есть он соответственно, он все это время поддерживался.
он находится на современном уровне, к нему есть все необходимые материалы в свободном доступе. То есть, будучи классическим по своей структуре, известным, он поддерживался и, повторюсь, с точки зрения астрономии как науки, он отвечает состоянию науки астрономии. Но вот если вот этот учебник издан, вот это издание держу в руках вот этого года, но он отвечает состоянию астрономии вот этого, 2017 года. То есть он и материалы к нему, там астрономическая наука доводится до самых последних открытий, в частности вот до экспериментального обнаружения гравитационных волн, за что когда там позавчера буквально вот Нобелевская премия была вручена. То есть он полностью современный и по содержанию, и по методическому аппарату. То есть, повторюсь, это единственный учебник, с которым по факту все время работали, все время учились, без перерыва. Как я уже сказал, к нему имеется, в принципе, наверное, все необходимое, что так или иначе может помочь в преподавании данного предмета. То есть имеется сам учебник в печатном виде, я вот его держу в руках, к нему имеется электронная форма учебника, имеется официальная программа авторская и методическое пособие для учителей, тоже держу у себя в руках. Но немного остановлюсь на всех этих элементах. Самая короткая остановка будет на рабочей программе. Она есть в свободном доступе на сайте нашего издательства. Она есть на тех компакт-дисках, что я вам раздал. То есть при желании можно посмотреть и пользоваться этой программой по своему усмотрению. То есть поэтому дальше на ней не останавливаюсь. Если в ней есть необходимость, я раздал, можно пользоваться. Сам учебник. Так, вот если я сейчас так вот подойду, это его оглавление, то есть название глав. Учебник традиционно разделен на главы параграфы, там 28 параграфов, то есть в требуемые 35, по факту даже 34 часа все хорошо укладывается, то есть как не нужно там, каких-то проблем не должно возникать. Если говорить по содержанию, то есть повторюсь, учебник все время поддерживался, несколько перерабатывался. То есть, понятно, самого Воронцова-Вильяминова с нами давно нет. Второй автор, который здесь указан, Страут, то есть ведение учебника было за ним. Если смотреть по главам, тут я вот так вот, если вот поставлю руку, первые 5 глав – это то, что в основном за авторством Воронцова-Вильяминова. То есть там были некоторые правки с точки зрения более современных формулировок и так далее, и так далее. Но в основном авторство Воронцова-Вильяминова. То, что ниже, то есть то, что касается современной астрономии, то, что касается изменения методического аппарата под требования в ГОСТ, там уже авторство больше Страут. В частности, в некоторых местах исключительно Страут уже. То есть это если говорить по вкладу авторов. То есть немного напомню, как он выглядит. То есть понимаю, что большинство по нему либо учились, либо учили. Вот, поэтому, собственно, в его оформлении мы старались сделать его привычным, чтобы не было так, что вроде открыли знакомый учебник и видим там что-нибудь незнакомое. То есть, в принципе, оформление содержания достаточно привычно, чтобы не пришлось самим переучиваться, преподавая по данному учебнику. То есть, повторюсь, учебник разделен на главы и параграфы. В начале каждой главы такая вот небольшая проблематика закладывается на тему, зачем это вообще нужно. Параграфы тоже имеют вполне определенную структуру. Это сделано для облегчения чтения, для облегчения понимания текста. Многие, думаю, со мной согласятся. У школьников сейчас, в том числе у старшеклассников, умение читать не самое высокоразвитое умение. Поэтому имеется у параграфов структура. Параграфы разделены на пункты. Каждый пункт имеет свой номер. Каждый пункт имеет свое название. Чтобы ученики как-то лучше понимали, о чем конкретно они сейчас читают. Астрономия в чем очень похожа на физику. И там есть задачи. И в принципе и там их надо решать. Понятно, в курсе астрономии различных классов задач гораздо меньше, чем в физике. Сам предмет гораздо меньше, всего 35 часов на все про все. Но задачи тоже есть.
Умение решать задачи важно не только с точки зрения достижения предметных результатов по астрономии, но и с точки зрения отчетности. То есть, как уже говорилось, будут ВПРы по астрономии обязательные через 2 года, видимо. Ну, понятно, задачи там тоже будут. То есть их уметь решать надо. Задание астрономическое в ЕГЭ по физике уже появилось. Пока что это не задача, потому что пока что астрономию еще не все изучают. Но никто не исключает, что там тоже именно задачи астрономические появятся. То есть вот это вот умение решать задачи по астрономии очень важное. Учебник старается формировать данное умение. То есть в тех темах, где предусмотрено, ну где в принципе можно предусмотреть задачи, что и есть. То есть в самом тексте параграфа рассматривается какая-нибудь типовая задача, приводится ее решение с пояснениями, с оформлением. После текста параграфа идут упражнения. Ну, в упражнения входит, собственно, задача по данной теме для разбора либо в классе, либо дома. Методический аппарат учебника в целом классический. То есть если мы откроем концовку параграфа, увидим там вопросы, упражнения и задания. Вопросы – это теоретические к тексту параграфа. Упражнения – это задачи, собственно, которые нужно решать. Задания носят, как правило, экспериментальный характер, в том числе связаны они бывают с наблюдениями, в том числе невооруженным глазом. То есть полный набор методический для обеспечения усвоения материала имеется. То есть и вопросы, и экспериментальные задания, и задачи в необходимом количестве по всем темам это все есть. То есть повторюсь, почему я так долго на этом останавливаюсь. Здесь не только предмет его усвоения, то есть будет ВПРы, которые тоже всем ученикам уже в достаточно близком будущем придется писать. Есть указания к астрономическим наблюдениям. Ну, я вот 3 часа назад к вам прилетел, пока что астрономические наблюдения, по моим наблюдениям, не получится провести, но, надеюсь, бывает погода и получше. То есть на случай, если есть погода получше, что с этой погодой делать, рекомендации имеются. Тоже новый раздел появился по проектной деятельности. В принципе, в ГОСы очень рекомендуют, чтобы ученики делали те или иные проектные задания. Поэтому рекомендации, темы по проектной деятельности здесь имеются. Тоже новый раздел появился. Мы оставили вклейку с цветными иллюстрациями. То есть примерно вот так это выглядит. Тоже не стали перегружать учебник этим слишком сильно. Во-первых, при изобилии это слишком большой отвлекающий фактор. Во-вторых, иллюстративный материал сейчас, в отличие от тогда, можно найти в любом количестве по своему вкусу в интернете за несколько минут. То есть здесь весь иллюстративный материал, он не только для красоты, он имеет строго определенный функционал. То есть здесь каждая иллюстрация пронумерована, каждая иллюстрация имеет свое название, к каждой иллюстрации есть ссылка в тексте учебника. То есть они все несут определенную смысловую нагрузку, а не только... То есть это не просто рисунки, они имеют смысловую нагрузку выраженную. Итак, по требованиям. То есть вышел приказ, сейчас мы посмотрим требования к астрономии по федеральному компоненту. То есть, как я уже сказал, вышел новый приказ летом, который вводит новые требования, что, собственно, нужно изучать по астрономии как отдельному предмету. Слова видны с экрана? Давайте все-таки зачитаю чуть-чуть, здесь немножко. Итак, предмет астрономии, основы практической астрономии, законы движения небесных тел, Солнечная система, методы астрономических исследований, звезды, наша галактика Млечный Путь и галактики, строение и эволюция Вселенной. То есть вот такие вот разделы, федеральный компонент, сейчас речь идет только о федеральном компоненте, требует изучать при изучении астрономии как отдельного предмета. Справа показаны, какие главы учебники соответствуют данным разделам. Просто еще раз повторюсь, в то время, когда писался данный приказ по федеральному компоненту, этот учебник уже более 10 лет был единственным учебником по астрономии. Ну, собственно, по сути, содержание этого приказа было просто переписано с его оглавления. То есть там все то же самое, причем в той же самой последовательности. Ну, что, наверное, тоже достаточно удобно.
Итак, то есть сейчас мы посмотрели, я прочитал, что федеральный компонент требует изучать на астрономии как на отдельном предмете. Но, как уже отмечалось, астрономия у нас есть в курсе физики. И тот же самый федеральный компонент, если мы его посмотрим, предъявляет некоторые астрономические требования к физике тоже. Зеленым цветом здесь выделены те требования, которые предъявляются на базовом уровне физики, красным на профильном. Астрономия преподается только на базовом, так что имеет смысл сравнивать только с зеленым цветом. Но давайте я тоже зачитаю, просто сравним. Солнечная система, звезды и источники их энергии, современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд, наша галактика, другие галактики, пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной, применимость законов физики для объяснения природы космических объектов, наблюдение и описание движения небесных тел. То есть если мы посмотрим вот на эти требования к физике и на предыдущие требования к астрономии, что, наверное, можно увидеть? Ну, частично они повторяют друг друга, причем дословно. Не полностью, но в достаточно широком диапазоне. В связи с чем, ну, сам собой возникает вопрос. Ну, действительно, зачем это может быть нужно? По сути, два раза одно и то же. Постараюсь немного ответить на этот вопрос, ну и как-то проиллюстрировать. То есть давайте просто действительно сравним чуть более подробно курс физики и курс астрономии. Какие-то выводы из этого сравнения сделаем. Ну, наверное, даже давайте так. Я сначала сформулирую два вывода, а потом их проиллюстрирую некоторыми примерами. То есть какой вывод можно сделать, исходя из сравнения. То есть я сейчас вот показывал, что требуется от физики, что требуется от астрономии. То есть это разделы, которые требуется изучать по астрономии. Федеральный компонент каждому этому разделу еще с десяток пунктов дает, что конкретно в этот раздел должно входить. Вот если смотреть более подробно, то есть не по разделам, а по конкретным пунктам, то можно будет сделать вывод. По темам физика практически на 50% перекрывает астрономию. Примерно, может даже на 55%. Это первое. Второе. Вот из той половины курса астрономии, которая есть в курсе физика. Ее тоже можно разделить на две практически равные части. Одна часть в курсе физики изучается, ну, наверное, даже лучше, чем в астрономии. То есть есть такие разделы, ну, например, связанные с законом всемирного тяготения, связанные с искусственными спутниками, некоторые другие, которые в физике действительно это и 9 класс, это и 10 класс, достаточно подробно, там часов все-таки больше. Ну и потом, когда мы приходим в астрономию в 11 класс, то же самое повторяется, причем то же самое дословно. Причем по физике, повторюсь, это, ну, как правило, даже побольше времени на это дается. То есть, да, здесь получается, безусловно, просто повтор. То есть там ничего нового не будет. Ну, какой, может быть, плюс здесь можно найти? Ну, возможно, этот повтор тоже зря не пропадет. То есть это не только достижение результатов по астрономии, не только достижение результатов по физике. То есть вот эти вот все разделы, которые в физике и в астрономии совпадают, они, как правило, являются стандартными темами для ЕГЭ по физике. То есть все эти темы со времен появления ЕГЭ в КИМы по физике всегда входили и всегда входят. Ну, то есть там какая-нибудь типичная задача. Вокруг планеты вращается спутник, переходит на другую орбиту, там более высокую или более низкую. Вопрос, что там произойдет со скоростью, что там произойдет с ускорением. Ну, такого типа задания. Ну, в ЕГЭ это было всегда по физике. Тема и физическая, то же самое есть и в астрономии. Ну, то есть вот этот лишний час, который у нас появляется на эту тему по астрономии, но, возможно, лишним он тоже не будет. Не только изучение астрономии, не только повторение физики, но и какая-то лишняя подготовка к ЕГЭ по физике тоже. Ну, подготовка к ЕГЭ по физике лишних, наверное, тоже не бывает. То есть, в принципе, пользу здесь принести можно. То есть, повторюсь, не все темы, которые в физике рассматриваются хорошо астрономические, идут в ЕГЭ.
по физике, но значительная их часть. И вторая часть есть, которой формально в физике астрономическая присутствует, но достаточно формально. Как правило, просто на уровне упоминания того или иного термина. То есть, резюмирую. Курсы физики и астрономии, если сравнивать ее астрономическую часть для физики, пересекаются так или иначе на 50%. Формально. Фактически где-то на 25%. Из этих 20% значительная часть все равно входит в КИМы ЕГЭ по физике. И лишним это, наверное, не будет. Вторая часть идет на уровне упоминаний, и в курсе физики время, в общем-то, она особо и не занимает. Но постараюсь проиллюстрировать. Так, как я уже говорил, еще раз вернусь. Вот это вот список разделов, то, что федеральный компонент требует от астрономии. Допустим, первый раздел называется «Предмет астрономии», и к нему идет там несколько пунктов, которые разъясняют, что это такое. Вот давайте посмотрим прямо по пунктам. Так, я открываю. Так, раздел «Предмет астрономии». Вот перечисляются пункты, которые в этот раздел входят. Здесь, в правом столбике, под словом «физика», что показано? Красным крестиком показаны те пункты, которые в физике, в федеральном компоненте не присутствуют в принципе. Зеленой галочкой те пункты, которые в физике в том или ином объеме, но присутствуют. То есть это, допустим, первый раздел «Предмет астрономии». Здесь больше пунктов отсутствует, допустим, в физике, чем присутствует. Давайте посмотрим дальше. Следующий раздел «Основы практической астрономии». Есть чуть другая картина. Здесь больше зеленых галочек уже, чем красных крестиков. Давайте вот посмотрим какой-нибудь пример. Допустим, видимая звездная величина. Здесь стоит зеленая галочка, потому что действительно в курсе физики 11 класса это есть. То есть если мы вспомним вот этот учебник за 11 класс, вот эту вот концовку, астрономическая часть, словосочетание «видимая звездная величина» там упоминается ровно один раз, и в одном предложении, где просто говорится, что есть такой термин. Собственно, все. Наверное, понятно, что с точки зрения астрономии, это будет чуть-чуть мало. Но формально в курсе физики это есть, поэтому зеленой галочкой это здесь отмечено. Есть противоположные варианты. Следующий раздел. Законы движения небесных тел. Это вот один из тех разделов астрономических, который в физике изучается очень хорошо, местами лучше, чем в самой астрономии. То есть вот эти вот задания традиционные для физики, для ЕГЭ по физике, и про движение спутников, и про закон всемирного тяготения и так далее. Здесь это будет практически стопроцентный повтор. Может быть, за исключением тех двух пунктов, что там вот красным крестиком выделены. Но в остальном это будет действительно в основном повтор. Но, повторюсь, ЕГЭ по физике сдают у всех ученики. Возможно, повтор лишним тоже не будет. По остальным разделам я пройдусь для экономии времени быстро. То есть я не буду их как-то комментировать. Просто покажу, что ни один раздел астрономии не перекрывается физикой полностью. То есть то или иное количество красных крестиков есть везде. То есть физика и астрономия как отдельный предмет – это предметы очень сильно взаимосвязанные, но все-таки разные. Перерыв. Давайте 5-10 минут перерыв. Чуть-чуть отдохнем, может, проветрим. Спасибо.
Уважаемые коллеги, ну, наверное, будем потихонечку продолжать. Давайте будем заканчивать перерыв. Итак, до перерыва мы посмотрели, что по содержанию требует от нас федеральный компонент, ну, то есть тот документ, по которому учатся сейчас большинство старшеклассников. Ну, сейчас, наверное, давайте начнем с того, что посмотрим требования в ГОС. Соответственно, что федеральный компонент, что в ГОС среднего общеобразования тоже требует по астрономии, от астрономии как от отдельного обязательного предмета. Итак, повторюсь, до перерыва мы остановились на том, что посмотрели, что от астрономии требует федеральный компонент. Сейчас посмотрим, что от астрономии требует в ГОС. В принципе, структура в ГОС принципиально иная, чем структура федерального компонента. То есть, если федеральный компонент просто перечисляет, какие темы мы должны проходить по тому или иному предмету, то есть раз, два, три просто перечисляет, мы их сейчас посмотрели по астрономии. В ГОС про это вообще ничего не говорит, там нет перечисления тем. В ГОС формулирует, каких результатов мы должны добиваться, а не что мы должны проходить. Но эти результаты делятся по ВГОС на три составляющие: личностные, метапредметные и предметные. Тот приказ, который был принят этим летом, который касался астрономии, он никак ничего нового и вообще никак не видоизменяет личностные и метапредметные результаты согласно ВГОС. Он вводит только новые предметные результаты по астрономии. Но личностные и метапредметные, почему ничего не изменяется, наверное, тоже понятно. Это те результаты, которые формируются не на каком-то отдельном взятом предмете, а в результате всего процесса обучения в школе, и наличие либо отсутствие того или иного предмета на них никак не сказывается. Поэтому каких-либо изменений в личностных метапредметных результатов нет. То есть добавились только предметные результаты. Ну, поэтому я на личностных метапредметных результатах становлюсь бегло. Так, пару примеров просто посмотрим. А предметные результаты я перечислю все. Но благо их там немного совсем. Итак, в ГОСы начинаются с личностных результатов. Ну, давайте тоже начнем с личностных. Парочку примеров посмотрим. Итак, если мы будем читать требования к личностным результатам, что там будет? Навыки учебно-исследовательской проектной деятельности. Еще раз, если плохо видно, может как-нибудь свет здесь притушить или читаемо. Ну, давайте вот что-нибудь. Так будет лучше, нет? Но я буду читать, ладно. Ага. И просто показывать. Итак, требования. Навыки учебно-исследовательской проектной деятельности. Ну, то есть, как я уже говорил, в учебнике появился новый раздел целый по исследовательской деятельности. В методическом пособии в конце каждого урока без исключения есть темы проектно-исследовательской деятельности, минимум 2, не те, что здесь, другие.
То есть, в принципе, материалы для того, чтобы достичь данной цели, имеются. Еще один пример личностных результатов. Формирование мышления, соответствующего современному развитию науки. То есть, как я уже сказал, учебник полностью отражает состояние науки и астрономии на этот год, на лето этого года. То есть, в том числе рассматривает современные разделы и космологию и так далее, вплоть доводит до самых современных открытий данного 2017 года, что действительно позволяет достигать такой цели, позволяет формировать современное научное мышление. Метапредметные результаты, ну, они из двух составляющих состоят. Это универсальные учебные действия и, собственно, межпредмет. Межпредметные связи, как мы уже заметили, очень глубокие с физикой, где-то наполовину связано с физикой. Есть межпредметные связи с целым рядом других предметов, не только там математика. Есть и с чисто гуманитарными предметами, это и история, и литература. Понятно, их меньше, но в принципе межпредмет здесь достаточно глубоко развит. Но в основном понятна физика. Универсальные учебные действия, согласно ВГОС, тоже делятся на три составляющие. Ну, начнем с регулятивных универсальных учебных действий. То есть, что подразумевает собой регулятивные учебные действия? Подразумевается, что ученик, который окончил школу, овладел регулятивными учебными действиями, он способен самостоятельно организовать, так или иначе, свой учебный процесс. То есть, спланировать проведение тех или иных действий, провести их, оформить результаты, представить результаты. То есть как это, допустим, можно достигать данных целей. В параграфах, в конце параграфа имеются задания практического характера. То есть если ученик или группа учеников, что тоже можно, получает данное задание от учителя, то есть там по наблюдению, допустим, что от них требуется? Спланировать данное наблюдение, провести его, записать, оформить результаты, сделать доклад, допустим, в классе перед учениками. То есть, в принципе, данные практические задания позволяют формировать весь набор регулятивных универсальных учебных действий. Коммуникативные универсальные учебные действия подразумевают умение высказать, сформулировать свою мысль и умение ее как-то доказать, обосновать, если говорить кратко. Ну, тоже стандартные средства достижения, так же, как и на других предметах. Если мы смотрим вопросы в конце параграфа, то есть они, как правило, предлагают ту или иную мысль сформулировать. Если же мы встречаем следующие ключевые слова, то есть почему, объясните, обоснуйте, докажите, то предполагается, что ученик, отвечая на данные вопросы, не только что-то говорит, но и пытается как-то свою мысль обосновать, доказать и так далее, и так далее. То есть тоже позволяет методический аппарат учебника формировать коммуникативные универсальные учебные действия. Познавательные универсальные учебные действия. Ну, вообще все, естественно, научные предметы в этом плане огромный пласт представляют для формирования данных универсальных учебных действий. Потому что к ним относится? То есть, в частности, это и работа с графиками, и работа с таблицами, и со схемами, и символьная запись, в том числе формульная запись и так далее, и так далее. То есть понятно, что все естественно научные предметы в этом плане обладают большим запасом всевозможных заданий. То есть мы просто, достигая даже просто предметных результатов по данным по астрономии, там, по физике и так далее, по факту формируемые познавательные учебные универсальные действия просто с неизбежностью, потому что это неотъемлемая часть наших предметов. То есть тоже объем очень большой для формирования познавательных универсальных учебных действий. Предметные результаты, я их перечислю, как я уже сказал, их немножко. Итак, сформирован с представлений о строении Солнечной системы. Тоже, пожалуйста, 3 глава. Строение Солнечной системы. То есть есть материалы, которые позволяют достигать данных результатов.
Сформирован с представлений об эволюции звезд и Вселенной. Тоже глава 5. Солнце и звезды. Глава 6. Строение эволюции Вселенной. То есть тоже материалы учебника данных результатов позволяют достигать. Сформирован с представлений о пространственно-временных масштабах Вселенной. Здесь уже не глава, здесь параграф. Структуры и масштабы Вселенной. Но тоже материалы для достижения данных результатов есть. Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями. Тоже весь необходимый набор теорий, законов, закономерностей, терминов здесь представлен. Здесь пара буквально примеров приведены. То есть таких вот характерных для астрономии, но может не очень характерных для физики. То есть вот синодический период, параллакс. Тоже все необходимое есть. Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства. Тоже вся необходимая информация имеется. В частности, в приложении к учебнику есть даже специальная таблица, где в хронологическом порядке сведены все наши достижения в освоении космоса с 1957 года начиная. То есть вот как раз вот 2 дня назад было 60-летие. Есть и то, что было до 1957 года, то есть начиная, собственно, с нашего основоположника, с Циолковского, в тексте самих параграфов. То есть тоже вся необходимая информация для достижения данных результатов имеется. То есть это вот было по учебнику, по тому, что от нас требует федеральный компонент, по тому, что от нас требует ВГОС. Если по этим требованиям вопросов пока не будет, ну пойдем дальше. Так, следующий элемент УМК, который хотел бы вам представить, это методическое пособие для учителей. Ну и начать хотелось бы с чего? Собственно, для чего авторы его писали и как? То есть какую цель они перед собой ставили? Ну, авторы исходили из следующих предпосылок. То есть первое. Астрономии как отдельного предмета давно не было. И второе, многие учителя астрономию как отдельный предмет либо не вели никогда, либо вели давно. Есть такие учителя, которые, допустим, среди присутствующих можно поднять руки, которые астрономию но все время вели. 1, 2, 3. Ну, больше, чем обычно. То есть вам это не нужно. То есть, повторюсь, методическое пособие писалось, исходя из того, что, допустим, учитель в августе месяце вышел с отпуска, и ему сказали, вы теперь ведете астрономию. И он об этом впервые услышал. То есть какие-то, повторюсь, учителя никогда не вели. Я, как учитель астрономии, тоже никогда не вел. То есть я пришел в школу в 2005 году, астрономии уже не было. Ну, какие-то вели, может быть, но достаточно давно. Поэтому авторы как постарались, что, допустим, если вы работаете с вот этим учебником, и у вас есть вот это вот методическое пособие, ну, авторы постарались, чтобы, в принципе, этого было достаточно для проектирования и проведения уроков. То есть цель достаточно амбициозная. Ну, как принято говорить в таких случаях, судить читателю, насколько она удалась. Но я постараюсь продемонстрировать, какими способами, какими средствами авторы пытались достичь этой цели. То есть как они структурировали, как они составляли данное методическое пособие. То есть данное методическое пособие, оно представляет рекомендации для проведения всех уроков с первого до последнего без исключения. Фрагмент оглавления здесь приведен. Уроки как структурируются. Начинается все с цели урока, прописывается, то есть как это сейчас положено. Потом по пунктам излагается основной материал, 1, 2, 3, то есть что все-таки нужно конкретно на данном уроке до учеников донести. А потом идет раздел, собственно, ради которого эта методичка и писалась. Называется методические акценты урока. То есть там по каждому пункту основного материала прописывается достаточно подробно авторский взгляд, как это можно предложить на уроке. То есть что значит достаточно подробно? В частности, какие вопросы можно задать ученикам, наводящие
в чем-то даже как прокомментировать, что записать в тетрадь, какие выполнить задания и так далее, и так далее. То есть, в принципе, по каждому пункту основного материала достаточно подробно прописывается, как его на уроке можно осуществить. Даются какой-то набор заданий и так далее, и так далее. Методические акценты урока, то есть, собственно, проведение урока, всегда дается с большим запасом. То есть, если вы, допустим, посмотрите методическое пособие, почитаете, то обратите внимание, что вот эти вот ни к одному уроку вот эти методические рекомендации за 45 минут не выполняются. То есть, зачем это делается? Ну, во-первых, у вас, как учителей, возможно, могут быть несколько разные цели, что вы, собственно, преследуете. Во-вторых, опять-таки, у вас могут быть разные классы. Какие-то классы, допустим, сильные, там физико-математические, там они сдают ЕГЭ в большинстве своем, а какие-то, собственно, разные. Вот у кого-то, может, даже совсем разные. Поэтому авторы из этого исходили, что у учителя который работает с данной методичкой, должен быть какой-то набор вариантов, из которого он может выбрать. То есть если у вас класс, грубо говоря, физико-математический, которому сдавать ЕГЭ почти всем, там будут, в частности, рассмотрены задачи формата ЕГЭ, в том числе формата второй части ЕГЭ будут даваться для рассмотрения по тем предметам, понятно, которые характерны и для физики, и для астрономии. Если класс послабее, там и задания будут попроще. То есть там, допустим, прочитать параграф, заполнить таблицу и так далее, и так далее. То есть там есть возможность выбора в зависимости от ваших предпочтений, в зависимости от возможностей ваших учеников. Когда прописываются методические акценты урока, какие разделы идут дальше? Потом идут домашние задания. То есть там тоже не просто номер параграфа указывается в учебнике, но там даются какие-то тоже рекомендации для учителя, что с этим можно сделать, что можно спросить. В конце каждого урока даются темы проектов. В ГОС, как говорится, со временем все там будем. В ГОС, в принципе, очень рекомендуют проектные задания ученикам выполнять. Потом идут ссылки на интернет-ресурсы по данной теме. Ссылки на интернет-ресурсы тоже бывают двух типов. Какие-то ссылки, например, на большой сайт астрономический, либо на какой-то портал. Какие-то ссылки более конкретные, то есть на какую-то там анимацию или модель, которая так или иначе поясняет данную, какую-то тему данного урока. Как уже говорилось, физика с астрономией имеет то общего, что и там есть какой-то набор задач. В астрономии какие-то задачи, собственно, они такие же, как в физике. Какие-то специфические для астрономии есть задачи и вопросы специфические для астрономии, которые в физике, в общем-то, не встречаются. Поэтому авторы ввели здесь такой раздел, то есть в тех уроках, где есть вот такие вот чисто астрономические задания, появляется раздел «Комментарии для учителя к решению задания». То есть, так вот они его обтекаемо назвали, по-русски это вообще называется решебник. То есть он не касается задач чисто физических, он касается вопросов, заданий, которые носят астрономический характер. То есть там объясняется, как их можно выполнять, как на эти вопросы можно отвечать. Тоже уже упоминалось, есть целый ряд тем в курсе астрономии, которые изучаются и в физике, которые выносятся на ЕГЭ по физике. Когда встречается такая тема, появляется пункт, который называется «Задача для подготовки к ЕГЭ по физике». То есть там на астрономическом материале рассматриваются задания, характерные для КИМов по физике. Но в данном случае что-то там про плотности планет, про спутники и так далее. То есть задачи, с одной стороны, астрономические, но с другой стороны, это и те задания, которые традиционно в КИМ по физике тоже входят. Мы не издавали отдельных сборников самостоятельных контрольных работ, потому что они все включены уже сюда. То есть они оформляются так же, как обычные уроки, то есть там пишется и номер урока, и цель урока, и, собственно, его содержание, сами вопросы, сами задачи. В конце рассматривается, тоже приводятся комментарии для учителя по выполнению данных заданий.
Даются рекомендации, как оценивать выполнение данных заданий. Ну, то есть, резюмируя, авторы постарались представить все уроки без исключения, и там, где вводятся новые материалы, там, где идет отработка нового материала, и уроки решения задач, и контрольные работы, ну, в достаточно подробном виде и достаточно с возможностью вариативности, то есть с возможностью выбрать те или иные задания, тот или иной ход протекания урока, течения урока под свои личные цели, под свои личные предпочтения. Ну, постарался показать, что здесь есть. Следующий, последний элемент ОМК, который хотелось вам показать, называется электронная форма учебника. Поэтому вначале опять такой вопрос. 10 месяцев назад я вот в этом самом зале проводил семинар по физике. И, насколько я помню, в частности, рассказывал про электронные формы учебников. На всякий случай спрашиваю, может, есть люди, которые были здесь... Ну, в общем, есть люди, которые помнят мое лицо? Мне что-то кажется... Может... Да? Ну, может быть. Хорошо, ладно, я вам верю. Спасибо. Ну, то есть, можно еще раз, просто не успел глянуть. Так, ну, человек 10, да? Ладно, тогда я чуть-чуть повторюсь. Извиняюсь вот перед теми, кто сейчас поднял руки. Минут 5 просто повторюсь дословно. Вопрос тогда остальным на всякий случай. Есть учителя, которые видели, работали с электронными формами учебника. Не с приложениями на компакт-дисках, которые были, а именно с формами учебника. Так, еще несколько человек. Ладно, тогда очень быстро. Электронная форма учебника по существующим нормативной базе – это 3 в одном. То есть это такой файл, по сути, который должен содержать 3 вещи. Первая вещь, ну, самая очевидная. Если мы говорим про электронную форму учебника, она должна содержать, во-первых, все то же самое, что содержит печатная форма. Ну, очевидно. Вторая часть. Там должны быть мультимедийные приложения, то есть какой-то набор видео, анимаций, слайд-шоу, ну и так далее. То есть то, что обычно называют словом мультимедиа. И третье, там должны быть какие-то средства для самоконтроля учеников. Ну, как правило, они выполняются в виде тестов, выполняя которые, ну, ученики видят правильность своих ответов. Правильно, неправильно они ответили. То есть вот эта совокупность называется электронная форма учебника. Юридически электронная форма учебника и печатная форма учебника, они абсолютно равноправны. То есть школы вправе выбирать, работать им с печатной формой, с электронной формой, и с той, и с другой формой, если средства позволяют. У обеих форм, и у печатной, и электронной, есть какие-то свои плюсы, какие-то свои минусы. Ну, что перевесит, в принципе, школы, учителя, ну, наверное, вправе сами решать, что вам больше будет нравиться. Ну, плюсы, минусы. Давайте на плюсах. Ну, плюс электронной формы очевидный. Там есть что-то такое, чего нет здесь. Это плюс, наверное. То есть какие-то дополнительные наглядные материалы. Это всегда хорошо, когда они всегда под рукой. Какой минус? Ну, основной минус электронной формы учебника в чем заключается? То есть если вы купили печатные формы учебников, ну, если они, в общем-то, обладают нормальной обложкой, то есть вот такой, ну, в принципе, они достаточно много лет жесткого обращения учеников с собой выдерживают. То есть ну, такая обложка 5 лет выдерживает точно, как правило, больше, но 5 лет это точно. Ну, если вот такие, это на год, как правило, ну, я сейчас показываю с такой. То есть вот эти учебники, будучи один раз купленные, сначала даются одним ученикам, через год на год младше, еще через год на год младше и так далее, и так далее. Они многократного применения. Электронная форма учебника, она однократного применения. То есть она никому не передается, она только для одного ученика на один учебный год. Ну, точнее, про наш учебник, если говорить, там не на один учебный год формально, там на 1,5 года. Получается, 500 дней они работают со дня первой активации. Ну, как следствие, они, правда, и стоят тоже дешевле. То есть, если вот этот учебник, ну, это один из самых дешевых учебников, он стоит 402 рубля. Электронная форма учебника, в случае, если их покупает школа, стоит 75 рублей. Ну, разница чуть больше, чем в 5 раз. То есть, в принципе, с экономической точки зрения они, ну, чуть-чуть там на копейки, но выгоднее. Но они однократные, повторюсь, то есть они дальше по наследству не передаются.
75 рублей это для школ, повторюсь. При частных покупках в 2 раза дороже, 149. То есть что за эти деньги они дают? Как я уже сказал, они дают сам учебник, мультимедийный аппарат, средства для самоконтроля. Они позволяют себе 3 раза копировать на разные устройства. Ну, то есть, например, если вот у вас есть электронный учебник какой-то, вы его можете записать у себя в школе, на рабочий компьютер у себя дома, на домашний компьютер, на планшет там или на телефон. То есть они на всех типах устройств работают. С этими 3 устройствами вы можете работать с электронным учебником в любой ситуации. Есть у вас интернет, нет у вас интернета, это уже будет неважно. С любой другого устройства тоже можно будет работать, но только имея доступ к интернету. То есть если здесь интернет есть, сейчас постараюсь показать пример учебника по астрономии. Почему говорю, если есть интернет? Ну, я свои учебники уже трижды скопировал, и на домашний, и на рабочий, и на свой планшет. То есть 3 необходимые копии сделал, которые имел право. Поэтому с любого другого места я могу их показывать только через интернет. Ну, как следствие, я буду зависеть от скорости интернета, поэтому заранее извиняюсь. То есть можно копировать 3 раза, можно пользоваться через интернет. Что я сейчас, собственно, и постараюсь сделать. То есть я закрою презентацию. Можно выключить свет, что точно не будет видно. Спасибо большое. Так, я открываю сайт, который называется lecta.ru. На компакт-дисках там есть файл, где крупно это все написано. То есть этот сайт содержит все наши электронные учебники, ну и плюс некоторые дополнительные сервисы, которые только что вот начали появляться. Здесь вот есть кнопочка «Войти», я ее надавлю. Так как я зарегистрированный пользователь, я просто наберу свой логин, пароль. В общем, я правильно его набрал. Вот, и попадаю в свой, собственно, портфель. Но у меня, как у представителя издательства, здесь какой-то набор учебников есть. Если вы первый раз открываете, здесь просто все беленькое будет, пустое. Ну, так как астрономия на букву А, она идет первым пунктом. То есть давайте мы сейчас ее посмотрим. Ну и потом, так как на моем предыдущем выступлении большинства не было, ну, вкратце, минут на 5 для сравнения посмотрим физику. Почему для сравнения? Так, сейчас пока загружается учебник астрономии, объясню почему. Собственно, он загрузился. Астрономия достаточно давно обязательным предметом не была. Поэтому наш электронный учебник конкретно по астрономии несколько беднее электронных учебников по другим предметам. Ну что значит несколько? Ну, раза в 3 беднее, в общем-то. То есть, если, допустим, учебники физики на данный момент, ну, с момента основания их, у нас содержат чуть больше 200 элементов мультимедийных каждый, 220 обычно. В учебнике астрономии их меньше сотни, около 80. То есть так как теперь астрономия стала обязательным предметом, мы дополняем учебник дополнительным материалом, причем он, что может быть приятно, выкладывается и в открытый бесплатный доступ тоже. Все дополнительное, что мы к астрономии прикрепляем. Но на данный момент еще дополнено не полностью, так что пока что относительно немного. Покажу, что есть. Потом просто для примера посмотрим на физике, то есть как выглядит учебник электронный, который нашим корпоративным стандартам учебника по обязательному предмету уже давно удовлетворяет. Так, то есть когда я открываю учебник, что я вижу? Вот обложка, чтобы не перепутать, с каким учебником мы работаем, интерактивное оглавление, чтобы можно было попасть в любое интересующее нас место. И тулбар, средства управления. Его можно убирать, чтобы он не мешался. Как я уже говорил, электронная форма учебника – это 3 в одном. То есть он повторяет содержание печатной формы, имеет мультимедийный аппарат и средства для самоконтроля. Давайте по порядку пройдемся. То есть, если я листаю по главам, те, кто видели, допустим, учебник астрономии Воронцова-Вильяминова,
ну, могут убедиться. Здесь мы наблюдаем, в общем, то же самое, что в самом учебнике. Ну, иллюстрации можно увеличивать любые, чтобы получше рассмотреть, допустим, и так далее. В любой момент могу перейти к интересующей меня главе. Если вы там говорите «Дети», открываем страницу 56-ю. Дети открывают страницу 56-ю. Здесь вот полное соответствие. Можно делать закладки для быстрого доступа. Я вот дома, допустим, сделал себе закладку на параграф 4. Несмотря на то, что я делал дома, здесь я тоже могу перейти туда, куда я сделал эту закладку сразу же. Можно делать заметки, то есть выделять какой-то фрагмент текста, как-то его комментировать. В частности, например, отвечать на вопросы. Это все тоже будет сохраняться, тоже можно будет видеть с разных мест. Я могу под себя настройки делать. То есть, надеюсь, видно, что там сейчас происходит. То есть это не сосканированное изображение, как-то его видоизменять, как нам лично больше нравится, можно. Могу проводить контекстный поиск. Если я точно знаю, что я ищу, ну давайте какое-нибудь такое характерное астрономическое слово. Так, я чего? Я уже начал. Сейчас посмотрим. Я уже начал что-то брало. Ну, тоже красивое. Вот здесь вот что появляется. То есть здесь в контексте не просто слова, а в какое предложение оно входит, чтобы можно было понять, то мы ищем или не то. Ссылка на страницу. То есть я могу нажать, вот, перехожу к соответствующему месту. Эти слова здесь будут выделены желтым цветом, чтобы мы их сразу видели. Ну, здесь вот как раз попал на пример решения задачи про параллакс. Что еще спрашивали? Ну, вот тоже какой-то список есть, можно посмотреть. Вот, ну, то есть это вот средства работы. Дальше. Есть, как я уже сказал, дополнительная составляющая, то есть той, которой нету в печатной форме учебника. Ну, тоже давайте посмотрим. Вот. Один из наиболее длинных параграфов учебника – это параграф 20. Малые тела Солнечной системы, планеты-карлики. То есть, как я уже говорил, параграф, как правило, делится на пункты. Вот первый пункт здесь называется астероиды. То есть мы здесь видим какой-то текст про астероиды, какой-то иллюстративный материал, какие-то фотографии. Можно поближе рассмотреть. Ну и время от времени здесь вот сбоку вот такие вот пиктограммки встречаются. Значит, сюда конкретно, вот, если здесь есть пиктограммка, значит, она прикреплена вот к этому конкретному абзацу. Вот такая пиктограммка по виду означает анимацию. Ну, здесь пункт называется астероиды. Ну, что характерно, анимация тоже называется астероиды. Астероиды. Здесь звук можно увеличить, интересно, как-нибудь? В общем, он там что-то говорит еще. То есть я слышу, вы вряд ли, конечно. Малые звездообразные планеты. Все астероиды движутся между Марсом и составляют от 200 кометы. Небесные светила, которые получаются вокруг него по вытянутым эллиптическим орбитам. Самой известной кометой, размеры которого не превышают десятков километров, кометы не означают ее исчезновение. Дожди. Чего-нибудь видно с экрана примерно хоть? Хорошо. Тоже листаю параграф дальше. Тоже здесь можно что-то посмотреть, что-то почитать. Следующий пункт – метеоры. Тоже вот здесь смотрим, чего-то прикреплено. Тоже можно посмотреть, но не послушать в данном случае. Метеор – это вспышка. Вспыхивает и порождает метеор. Множество твердых тел, их спутники. При отсутствии у планет и их спутников атмосферы, даже небольшие метеориты, падающие с большой скоростью на поверхность этих тел, взрываются, плавят поверхность и образуют на ней кратеры внушительных размеров. Крупные метеориты. Так, листаю дальше параграф. Здесь какое-то слайд-шоу, какие-то фотографии метеоритов можно посмотреть. Кратер.
вопросы, упражнения. Здесь тоже вот другая пиктограммка. Ну, здесь, значит, здесь какие-то дополнительные задания к учебнику, то есть тех, которых в печатной форме нет. Здесь они вот в тестовом виде. Ну, чтобы не напрягать мозги, я просто не читая отвечу подряд, допустим, вторые вопросы, чтобы не тратить время на обдумывание вопросов, точнее ответов. Вот, значит, там, где появляется зелененькая, ну, я как ученик, значит, ответил правильно, красненькая, ну, значит, там я ответил неправильно. Ну, не очень хорошо, допустим, я ответил, можно еще раз. Ну, давай, допустим, третье везде. Сейчас покажу. То есть еще раз делаю. То есть и со второго раза не очень хорошо получилось. Но вот специально для вот особо ударенных учеников, которые даже со второго раза не получается, вот появляется вот такая вот штучка, называется правильный ответ. Он там, здесь в учебнике астрономии он просто показывает правильный ответ. Если говорить другой учебник физики, там появляется наводящий комментарий. Такое тоже можно. Вот. Ну, как я уже сказал, несколько десятков мультимедийных элементов здесь есть. Они прикреплены к параграфам. Для удобства в наших учебниках, в электронных учебниках вводится всегда последний параграф, который называется «Список электронных образовательных ресурсов». То есть если я перехожу вот к последнему этому параграфу, ну, здесь вот можно посмотреть полный список электронных ресурсов, который к данному учебнику прикреплен, ну, чтобы не искать их по разным страницам. Ну, что здесь еще? Ну, еще мы здесь не смотрели. Вот зеленый, допустим. Зеленый – это тоже задание. Ну, здесь, вот, допустим, задание на соответствие нам попало. Так, я не знаю, доска работает? Работает. Но я тоже не глядя. Ну, так как не глядя, то и результат будет соответствующий. Ну, один раз угадал. Вот. Ну, тоже можно еще раз пройти и так далее. Ну, то есть несколько, бывают разнотипные задания и визуальный материал. То есть это, если говорить про учебник астрономии. Для сравнения физику, ну, как я помню с прошлого раза, давайте Перышкина, он, насколько, на всякий случай уточню, с Перышкиным все знакомы, да? Потому что когда я в прошлый раз выступал, по нему тоже показывали. Ну, тоже можно посмотреть, то есть визуально то же самое. Думаю, многие узнают, те, кто вот уже с новыми учебниками какое-то время поработал. Ну, тоже здесь есть вот какие-то там дополнительные материалы время от времени. Ага, спасибо. Вот. Ну, я перейду к электронной составляющей, просто покажу. Вот если здесь даже проматывать, наверное, будет видно, что здесь их в разы больше. Они там более разнообразны. Ну, где-то в 3 раза больше. Но вот видео мы не смотрели. Вот мое любимое видео в 7 классе. Очень мне нравится. К сожалению, комментарий будет не слышен. Надуваем воздушный шарик и крепко его завязываем. Кладем в любую емкость. Вначале обливаем его водой, охлажденной в морозильной камере до 5 градусов Цельсия. Затем горячей водой 70 градусов Цельсия. Дайте объяснение наблюдаемому явлению. Так, ну еще какой-нибудь. Так, ну еще здесь у меня есть одна любимое видео. Тоже сейчас его найду, тоже мне очень нравится. Так, ну что-нибудь. Ну вот из этого. Ну вот тоже красивое очень, тоже его обычно показываю. Положим на стол длинную деревянную линейку так, чтобы ее конец выходил за край стола. Сверху застелим стол газетой. Разгладим газету руками, чтобы она плотно лежала на столе и линейке. Резко ударим по свободному концу линейки. Линейка поломается. Объясните наблюдаемое явление. Ну, то есть, обращаю внимание, я сейчас работаю через интернет, видео здесь HD качество, но в принципе задержек нет. То есть работать вполне можно. Так, ладно, возвращаюсь.
То есть это вот для маленьких, ну, вот здесь заодно 11 класс, наоборот, для самых больших. Учебник Порышевой, базовый уровень. Ну, тоже можно посмотреть, как выглядит при желании. То есть полистать. Можно перейти сразу к электронной составляющей. Тоже достаточно... Да, на всякий случай еще раз напомню. Вот такие вот картинки, ну, надеюсь, видно что-то. Это, значит, анимация. Вот такая кинокамера – это видео. Зеленый либо красный, значит, там какие-то задания идут. Но в 11 классе достаточно много видео. То есть в основном эксперимент. Довольно много всего. Тоже можно посмотреть. Набор достаточно большой. Ну, так уж пролистаю. Вот. Ну, тоже мы сейчас работаем над астрономией. То есть вот за сколько там, за 1,5 месяца, половина августа, сентябрь, около десятка новых элементов мультимедийных к этому учебнику уже появились. Мы их выложили в открытом доступе. Покажу где. Тоже со временем. Следующая, дальнейшая информация. В принципе, есть возможность эти учебники получать бесплатно во временное пользование на 30 дней. То есть тоже рассказываю как. Тоже уже рассказывал тем, кто был в прошлый раз. Просто повторение остальным показываю. Наверное, лучше будет увеличить, как я сильно подозреваю. С самого начала. Так вот, сайт lecta.ru. Предположим, я вот там зарегистрировался, набрал свой логин, пароль, вхожу в свой портфель и вот попадаю на главную страницу. На главной странице первое, что я вижу, вот надпись «Активировать код». Я здесь пишу код, который позволяет получить 30-дневный доступ на 5 учебников, любых по нашему выбору. Собственно, он так и называется, 5 книг в переводе на русский. То есть циферка 5, английское слово books. Маленькими буквами, то есть без пробелов, без разделителей. 5 books, 5 книжек. После чего можно надавить кнопку «Подтвердить». Вот, когда я надавлю кнопку «Подтвердить», что я, собственно, увижу? Так, ну я вернусь в масштабу к 100%. То есть здесь будет какой-то перечень учебников, достаточно большой, их 500 штук у нас. Поэтому есть фильтры по классам, есть фильтры по предметам. Но если мы выбираем астрономию, ну по астрономии один учебник. Если выбираем, допустим, физику, там побольше. То есть там кроме учебников есть электронные версии подготовка к ЕГЭ, подготовка к ОГЭ, уже 18 год, справочник, электронные тесты, учебники сами, ну и так далее, и так далее. То есть здесь электронные материалы, кроме самих учебников, есть еще и дополнительные электронные материалы, которыми тоже при желании можно пользоваться. То есть здесь можно будет просто надавить кнопочку «Выбрать», «Подтвердить», и он переходит в ваше пользование на 30 дней. Ну, только если новая регистрация будет. То есть, в принципе, это считается демонстрационная версия, то есть для ознакомления. Дальше. Начиная с этой осени, здесь вот появились 2 новых кнопочки, которых раньше не были. Классная работа и контрольная работа. Это новые электронные сервисы. То есть раньше на этом сайте у нас всегда было просто хранилище электронных учебников. Теперь становится не просто хранилищем, это становится образовательным порталом. То есть здесь добавляются образовательные сервисы. По крайней мере, на данном этапе они бесплатные. В принципе, можно пользоваться. Сейчас они еще не до конца готовы. Ну, что значит не до конца? Они еще не по всем предметам выложены. По физике еще, по-моему, не успели. Вот. Ну, процесс идет. То есть, что такое классная работа, что такое контрольная работа? Ну, чуть расскажу, чуть покажу на каком-нибудь предмете, но не на физике, не на астрономии, их пока нет. Они будут чуть позже. Классная работа. Начну с нее. Ну, есть различные школьные предметы, к ним есть различные учебники, которые образуют там линию. Ну, по физике, допустим, там 7, 8, 9, 10, 11 класс. Ну и к каждому этому учебнику, согласно тематическому планированию, есть какой-то, ну, грубо говоря, список уроков, список тем для уроков. Каждому этому уроку, то есть это тематическое планирование будет выложено для каждого учебника, точнее оно уже выложено. Каждому уроку будут 2 вещи. В принципе, одно из них может быть даже полезное.
Вещь номер 1. К каждому уроку будет методические рекомендации авторского коллектива данного учебника по построению данного урока. То есть какие там дидактические единицы лучше разбить, как их лучше организовать. И вторая часть. К каждому уроку будет выложена некоторая презентация. Не обязательно большая, некоторые небольшие. Но, повторюсь, это в свободном доступе. То есть презентации можно под себя подстраивать, то есть что-то убирать, добавлять что-то свое. То есть какую-то структуру, в принципе, создать для демонстрации того или иного явления можно. То есть в презентации будет ходить, что обычно входит в презентации, там может быть какая-то текстовая информация, какая-то видеоинформация, или там анимация, какие-то задания интерактивные и так далее, и так далее. То есть обычные электронные ресурсы. Данные анимации по содержанию, они совершенно не обязаны повторять электронные формы учебников. То есть что-то там будет добавляться из электронных форм учебников, что-то совершенно другое, что в электронные формы не вошло. К электронным формам учебникам есть там определенные требования по объему в том числе. К этим сервисам никаких требований по объему нет, поэтому какая-то, точнее не какая-то, а вполне определенная дополнительная информация по сравнению с электронными формами учебниками там точно будет. Какой-нибудь пример посмотрим. Я просто скачал, допустим, себе учебник географии. Там посмотрел, физики пока еще не было. Надеюсь, уже в этом месяце должны они появляться. Может, уже сегодня появились, пока не смотрел. География 6 класс. То есть я открываю, как говорил, тематическое планирование, список уроков. То есть я открываю, допустим, урок. Здесь сначала прописываются там цели, задачи, виды деятельности и так далее, и так далее. То есть такая общая некая информация. Так, вернулся, не туда чуть нажал. Ладно, обратно. Есть более подробная информация, можно ее посмотреть, более подробную информацию по уроке. Можно посмотреть, какую-нибудь там презентацию к уроку. Так, если нам сейчас интернет позволит. То есть это я открыл. Первый урок по географии в 6 классе. Здесь презентация всего из 4 кадров, правда, состоит. Смотрим, то есть там сначала некоторая постановка проблемы, как я понимаю, чтобы объяснить, зачем география в 6 классе нужна. Дальше. Так, что-то начало притормаживать. Посмотрим пару кадров, может. Движение Земли, то есть предлагается выполнить какое-то задание с заполнением таблицы. Так, дальше, извиняюсь, что-то опять начало притормаживать. Сейчас третий посмотрим, дальше уже, наверное, не пойдем. Так, третий слайд состоит из 4 частей. Здесь идет анимация, называется «Фазы Луны». Вещь полезная не только для географии, наверное. То есть здесь можно посмотреть, как при вращении Луны, как меняется видимая фаза, к примеру. Тоже достаточно полезная вещь. Там дальше еще, уже не буду смотреть, какая-то визуальная информация. Соответственно, к 2 анимациям, 2 вопроса представлены, и так далее, и так далее. То есть так, как примерно это может выглядеть. То есть каждому уроку какое-то пояснение и какая-то иногда небольшая презентация будет. Вторая кнопка называется «Контрольная работа». Я сейчас сюда вошел в качестве ученика. Что она предполагает? В принципе, электронный учебник содержит какой-то набор заданий для самопроверки учеников. То есть он может там их повыполнять, чтобы понять, что-нибудь он понял в параграфе или, допустим, ничего он там не понял. Сервис «Контрольная работа», он тоже будет для всех предметов, и он тоже для астрономии будет в последнюю очередь добавлен, потому что астрономия пока еще не совсем готова в этом плане, она недавно возникла. Это подразумевает проведение централизованных, самостоятельных, контрольных работ и так далее, и так далее. То есть там для каждого предмета, для каждой темы будут предложены наборы самостоятельных работ, контрольных работ, работ в формате ВПР, работ в формате ОГЭ либо ЕГЭ. Соответственно, если вы при регистрации ставите галочку напротив слова «учитель», допустим, вы можете
тем своим ученикам, которые тоже зашли на сайт, но поставили галочку «Ученик», например, данные работы задавать. Для выполнения в классе, для выполнения дома. Для выполнения в классе не обязательно компьютеры. Как я уже говорил, все это на телефонах тоже работает. Телефоны, в принципе, у всех есть. И здесь контроль централизованный. То есть такая вполне себе полноформатная самостоятельная либо контрольная работа. Можно выдавать отдельным ученикам, если кому-то нужно отдельно. Можно группам, можно по вариантам, можно всему классу, можно на дом, как я уже сказал. То есть ученики выполняют. Компьютер сам проверяет ответы. То есть дает вам информацию, сколько заданий с правильными ответами, сколько с неправильными. В принципе, даже рекомендуют, какую оценку за это не жалко поставить. Поставите, не поставите, это уже ваше дело. Вот. Но такую возможность он дает. То есть здесь два новых сервиса. Классная работа, но это для уроков с пояснением новой темы, допустим. Ну, контрольная работа, название говорящее. Там самостоятельные контрольные работы по различным темам для их централизованного проведения. Тоже можно проводить. То есть это вот по электронным формам. Как я уже сказал, можно его копировать, электронный учебник. Можно пользоваться без интернета. Что с этим нужно? То есть вот тот же самый сайт Лектору. Мотаю его в самый низ. Здесь 3 кнопочки видим для разных операционных систем. То есть для Windows, для Android, ну и для айфонов, iOS. Программка называется, на официальное название, приложение Лекта. Ну, по своей сути это читалка, которая позволяет пользоваться электронными учебниками, не имея доступа к интернету. То есть нажимаем, скачивается программка, устанавливается на компьютер. Вы ее открываете, видите там надпись «Ваш портфель пуст». Либо купите, либо введите код. Вы там вводите вот тот же самый логин-пароль, что был здесь. И вам на компьютер программа переписывает те же самые учебники, что вы выбрали здесь. И вы можете пользоваться ими уже без интернета. И, соответственно, от скорости интернета никак не зависит. Это вот по электронным формам. Еще что хочу показать, пока здесь вот нахожусь. Второй наш сайт. То есть сайт Лекта посвящен электронным образовательным ресурсам. Если говорить про печатные, это сайт нашего издательства grafaventana.ru. Сейчас его наберу. Так. Итак, второй сайт grafaventana.ru, он же rosучебник.ру, это один и тот же сайт, у него два названия. То есть, если я его открываю, ну здесь вот что я вижу, там перечень предметов, ну и какая-то общая информация. Здесь вот есть кнопка «Войти». Для чего я сейчас ее набираю? То есть я вам вначале раздал листочки с кодами для получения сертификата и вместе с ним промокод на скидку. То есть как его получать? То есть это получается через сайт. То есть если вы зарегистрированный пользователь, просто вводите свой логин, пароль. Если не зарегистрированный, вот здесь есть кнопка «Регистрация». Это все быстро делается. Я просто набираю свой логин, пароль. Так, жду пока он... Ну, вот здесь появились мои фамилии, значит, он меня узнал. То есть я набрал свой логин, пароль. Теперь просто вот нажимаю имя, фамилия. Ну и первое, что я здесь вижу, вот такой вот вопрос. Приняли участие в семинаре. Ну, вот вводится код, нажимается кнопка «Принять». Ну, собственно, к вам на почту приходит сертификат. Дефисы тоже входят. То есть их здесь тоже надо прописывать. То есть они входят в код. В принципе, наверное, достаточно просто. Так, возвращаюсь к главной странице. Следующее, что показываю. Ну, предмет астрономия. Открываю его. Здесь вот можно посмотреть, вот, что есть по астрономии. Показываю еще раз. Есть рабочая программа. Она, в принципе, есть у вас на дисках. Кому их хватило. Ну вот, кнопочка «Скачать».
В общем-то, ее можно скачать. То есть авторская программа, автор Страут, соавтор учебника по астрономии. Так, возвращаюсь обратно. Тоже, что здесь еще, может быть, из интересного есть. Ну, может быть, карта звездного неба тоже лишней не будет. Она в формате ватмана. При желании можно распечатать, можно пользоваться. Ну, вот я сейчас ее в полном объеме открою. Ну, вот как-то вот так вот она выглядит. Тоже, может быть, интерес будет представлять. Если говорить не про учебники астрономии, а про учебники физики, там есть еще один дополнительный материал. Поэтому сейчас вернусь к учебникам, к физике. Вот Перышкин, но можно и любой другой. То есть если я открываю ссылку на любой учебник физики, ну, там сначала так вот нагло просят его купить, ну, оцену. То есть видим, в принципе, к сожалению, печатные учебники штука дорогая. А потом вот таким мелким шрифтом вот предлагают загрузить электронное приложение. Это бесплатно. И здесь уже без ограничения по времени. Электронное приложение, если кто-то помнит, то, что вот раньше прикреплялось на компакт-дисках к учебникам, с тех пор, как появились электронные формы учебники, электронное приложение считается морально устаревшим, ну и как следствие выкладывается в бесплатный доступ. То есть тоже можно пользоваться. Электронное приложение, оно самого текста учебника не содержит, то есть там какой-то дополнительный мультимедийный материал. Не обязательно тот же самый, что в электронной форме учебника, может сильно различаться. Ну, то есть говорить про Перышкина, вот в 7 классе мне здесь нравится электронное приложение, но в 8 классе он там, конечно, послабее. Ну, в принципе, при желании, ну, тоже, наверное, хуже не будет. То есть вот такие вот материалы здесь есть, но можно ознакомиться более подробно с теми вот элементами УМК, которые есть вот в каталогах, что я раздал. То есть их там все можно посмотреть, что есть. Тоже есть рабочие программы ко всем учебникам. То есть если вот надавлю кнопочку, рабочая программа, ну, что может быть удобно. Наверное, уже многие знают, что так, в ГОС, в принципе, в 9 классе по физике рекомендуют 3 часа. Поэтому вот программа к учебнику Перышкина 7.9. Что здесь выложено? На 2 в одном. То есть там есть на 9 час и 2-часовая программа, есть и 3-часовая. То есть независимо от того, что у вас по факту сейчас имеет место быть, она подойдет. Тоже программа официальная, авторская. То есть теми авторами, которые сейчас учебники Перышкина поддерживают. Имеются программы для всех учебников. Так, ну закрываю. 5 минут перерыв. Ну, давайте 5 минут перерыв, еще чуть-чуть проветрим. Смотрю, уже устаем.
Так, уважаемые коллеги, ну будем начинать последнюю часть нашего семинара. То есть обращаю внимание, вот многим хватило программку с семинаром, там есть часть 1, часть 2. В части 2 везде прописано слово «видео». Да? То есть часть 1 я вот сейчас, через минут 45, 50, 60, как там получится, заканчиваю. Часть 2, которая видео, я вот сюда запишу. То есть название в программке прописано. То есть если это кому-то будет интересно, можно будет себе на флеш-карту, допустим, переписать. Там сегодня либо позже. Это вот вторая часть, в общем-то, дистанционная. То есть можно переписать для личного пользования в удобное время, посмотреть, послушать. Вот у нас последняя часть семинара. Здесь вот пока раздавали вам документы, меня попросили показать, как в офлайн работать с учебником. Ну, собственно, я показал, я все равно это перекачал, показываю. То есть вот сайт Лекта, проматываю вниз, я нажал вот эту кнопочку. Можно свет опять выключить, чтобы было с экрана? Спасибо большое. И скачалась, установилась программка Лекта. Вот она так вот выглядит, ее ярлычок. Вот он. То есть я когда запускаю эту программу, вот она запускается. Здесь вот такое вот грустное лицо, потому что он пишет, что в вашем портфеле пусто, но можно ввести логин-пароль. Пожалуйста, вводите логин-пароль тот же самый, что вы придумали себе на сайте Лекта. Входите и видите то же самое, что вы выбрали себе на сайте Лекта. Нажимаете кнопочкой, кликаете мышкой на тот учебник, что вам нужен, и эта программа учебник уже переписывает к вам непосредственно на компьютер, чтобы вы могли им пользоваться без интернета. То есть все достаточно просто. С вашего позволения, 2 минуты рекламы. Сайт Дрофа Винтана. Там я вам показал, что можно скачать бесплатно. Сейчас покажу, что можно скачать платно. Здесь есть кнопка. На некоторых браузерах она сверху. На некоторых она в самом низу, вот здесь. Называется «Где купить». По умолчанию открывается на вкладке в книжных магазинах. То есть здесь можно выбрать регион. Так, давайте просто пролистаю. Так, Республика Коми. И можно будет посмотреть на карте, или вот здесь вот адрес, телефон. На карте можно посмотреть, где находится магазин, с которым у нас есть договор. И он нашу продукцию продает без наценок. То есть это вот прямые продажи. Это по покупке нашей литературы. Есть кнопочка в интернет-магазине. Здесь два могу показать интернет-магазина. Book24. Почему я начинаю с него? Давайте я к нему перейду. Как я уже сказал, вам вместе с сертификатом приходит промокод, которым можно воспользоваться как раз в этом магазине. Это наш официальный партнер. Здесь вот есть кнопочка Винтана, Граф и Дрофа. То есть это те два издательства, которых я представляю. Я вот давлю. Здесь появляется там перечень наших учебников и другой литературы, которые можно заказать. Когда вы переходите в корзину, там будет поле для введения промокода. Этот промокод вы туда вводите и 15% скидку получаете. То есть так как это наш официальный интернет-магазин, он без накруток это продает, плюс вот это, точнее минус вот эти 15%. То есть это наиболее дешевая цена, которая существует в природе, она получается здесь. То есть здесь можно приобрести. Это в печатном виде по почте доставка. Есть в электронном виде. Сайт номер 3 Litres. Перехожу к сайту Litres. Там есть какие возможности. Там, если подешевле, только для чтения, то есть вы прямо на сайте только читаете. Если чуть подороже, вам приходит файл PDF того или иного пособия. Это не обязательно учебник, это может быть и методическое пособие. Но вот на примере той методички, что я вам сейчас показывал. То есть там автор Кунаш Марина Анатольевна. Я вот сейчас наберу ее фамилию, допустим. Ну вот, и может быть видно, выскользила у нас здесь вот эта вот ее методичка, астрономия 11 класс, методическое пособие. Вот здесь кнопка «Купить и скачать» за 49 рублей. То есть PDF-файл стоит 49 рублей, к вам приходит, пожалуйста, можно пользоваться. Если просто для чтения, там будет подешевле. Думаю, тоже не очень дорого. То есть это вот те возможности, которые я хотел вам показать в плане приобретения литературы. То есть можно в печатном виде, можно в электронном, можно в PDF формате. То есть самые разные варианты. Ну и последний доклад, который хотелось бы вам представить, так скажем, очно, а не в видео, так как время уже тоже
уроки отработали, столько часов отсидели. Ну, доклад будет, наверное, полегче для восприятия. Он будет состоять из картинок. Просто посмотрим. Здесь будет чуть-чуть предметное уже содержание. Ну, причем здесь выбрана тема из предметного содержания. Ну, в общем-то, красивая. Солнечная система, галактика, Вселенная. То есть почему речь идет о данной теме? Понятно, что на современном этапе, когда мы учим учеников тем или иным предметам, в частности астрономии, для облегчения их восприятия, они в этом часто, наверное, нуждаются, но нужно какое-то визуальное сопровождение. Какое-то визуальное сопровождение есть в учебнике, какое-то в большем гораздо объеме есть в электронной форме учебника. Но, как я уже сказал, сейчас, когда есть под рукой интернет, если мы хотим как-то визуально сопроводить, улучшить наш урок, у нас всегда есть доступ к огромному, просто неисчерпаемому фактически количеству материалов, которые мы можем по своему вкусу, по своим потребностям использовать. Тема Солнечная система, ну, структура Солнечной системы, галактики, Вселенной, она с одной стороны простая, с другой стороны, если там чуть внимательнее посмотреть, абсолютное большинство учеников все-таки многого там знать не будет, несмотря на это. Но тема красивая. Она входит и в федеральный компонент, она входит и в ГОС, она входит и в физику. Собственно, она нужна везде. Поэтому мы посмотрим, какие средства для визуального сопровождения есть. Ну, во-первых, как я уже сказал, есть средства электронного учебника. То есть, если говорить по теме Солнечная система, какие здесь есть ресурсы. То есть параграф 2 «Планеты и астероиды». Там идет, по сути, структура Солнечной системы. Параграф 17 «Характеристики Луны, рельеф Луны», анимационные файлы. Параграф 18 «Планеты земной группы». Я их сейчас не показываю. При желании я показал, как можно это посмотреть бесплатно. Параграф 19 «Далекие планеты». Параграф 20 «Астероиды, кометы, метеоры и метеориты». То есть напоминание. В принципе, это все можно посмотреть, в том числе в бесплатном доступе. То есть какой-то материал дополнительный визуальный есть. Если нам этого не хватает, мы хотим чего-то больше, мы это всегда можем получить. Практически в любых количествах благодаря интернету. Ну и какой-то вариант, подробное иллюстрирование структуры Солнечной системы от начала и до конца, от Солнца и до самых до окраинных, ну, на примере фотографий, и где невозможно это на иллюстрации, представим. Ну и заодно посмотрим, как на примере самых, казалось бы, банальных, может быть, фотографий, перейти к чему-то большему, вот, в частности, требования в ГОС по постановке проблемы, по исследованию, по проведению исследования, по проектной задаче. Ну, просто пройдемся по всему по порядку. Здесь представлены специально фотографии по каждому пункту, которые находятся самыми первыми. То есть то, что не нужно тратить время на поиск. Ну, Солнце. Солнце есть в огромных количестве фотографий, во всех спектрах. Очень интересно посмотреть. Пока просто листаем. Солнце не только полезно посмотреть, да, обсудить, как оно выглядит сейчас. У нас есть и эволюция звезд. Можно рассмотреть эволюцию на примере нашего Солнца. То есть, что было в начале, показано, на каком этапе мы, точнее Солнце, находится сейчас, что будет дальше. То есть, вот что через несколько миллиардов лет Солнце начнет превращаться в красный гигант. Потом, после взрыва, наоборот, до белого карлика. Ну, тоже первое задание, которое здесь возникает, такое небольшое исследование. Ну, вот Солнце, сейчас оно такое, будет вот такое, расширится. Маленькое исследовательское задание детям. Узнать в литературе, до каких примерно размеров оно расширится. То есть дойдет ли до Земли, там, грубо говоря, или дальше. Задание небольшое, интересное, как правило, выполняют с удовольствием. То есть любой иллюстративный материал, в принципе, конечно, хочется всегда не просто на него посмотреть, но и какую-то другую пользу тоже извлечь. Меркурий. Первая планета. Тоже очень хороший повод для каких-то исследований, ну, если можно так выразиться, его природных условий. То есть типичное исследовательское задание. Рассмотреть, какие именно неприятности произойдут с людьми, если они туда попадут. То есть небольшое исследование, к чему приводит и низкое давление, и там и температуры высокие, и так далее, и так далее. Что-то можно даже экспериментально проиллюстрировать на некоторых примерах.
На Венере другая ситуация, там избыточное давление, тоже очень характерная планета. Тоже для сравнения понятие, для сравнения, что такое планета, что такое звезда. Прохождение Венеры по диску Солнца, фотография. То есть здесь, с одной стороны, и достаточно хорошо вот эта вот мощная венерианская атмосфера видна. Видно, что из себя представляет планета по сравнению с Солнцем. Ну и тоже здесь маленькое напрашивается, наверное, задание исследовательское. Понятно, Венера к нам ближе гораздо, чем Солнце. То есть угловые размеры, соотношение угловых размеров не соответствует соотношению линейных. Ну, тоже просьба рассчитать, может быть, ученикам, может быть, и изобразить, как бы выглядела Венера на фоне Солнца, если бы они находились на одном расстоянии. Тоже уже с заходом на геометрию. Земля, наша горячо любимая планета, первая планета, у которой есть спутник. Луна, конечно, спутник тоже во многом уникальный. Один из крупнейших спутников нашей Солнечной системы. А если сравнить по размерам со своей планетой, то в процентном отношении даже и самый крупный. Что тоже очень интересно. Здесь они в одном масштабе представлены рядышком для сравнения. То есть можно посмотреть. Тоже, как правило, любопытно. Марс, красная планета. Тоже интересная тема для чуть большого уже исследования. Когда возникают такие разговоры, что, возможно, человечество когда-нибудь пошлет людей и на другие планеты, как правило, кандидат номер один – это Марс. Ну, тоже можно провести исследование, попросить детей. Почему Марс? Что там такого хорошего? Ну, понятно, что ничего хорошего там нет, просто в других местах еще хуже. Ну, это так вот и есть. Но небольшое исследование на тему относительных преимуществ Марса перед другими объектами нашей Солнечной системы, ну, наверное, тоже будет интересно узнать, что там есть такого. Ну, тоже вот для сравнения планеты земной группы рядышком в одном масштабе. Тоже интересно посмотреть. Венера и Земля практически очень одинаковые, но Венеру для колонизации в принципе не рассматривают. Пояс астероидов. То есть тоже многие дети знают, что между орбитами Марса и Юпитера есть пояс астероидов. То есть они знают про главный пояс. Но про то, что вся, без исключения наша Солнечная система, ну, буквально забита малыми телами, ну, знают меньше. Если говорить про те области, которые соседствуют с главным поясом астероидом, тоже можно не просто посмотреть на структуру, тоже небольшое исследование. Потому что наверняка, я уверен, большинство учеников, кто такие греки и троянцы, не знает. Кто такие хильды тоже. Почему они образуют такой интересный рисунок в форме равностороннего треугольника. Почему греки и троянцы концентрируются именно здесь. Исследования небольшие, но достаточно интересные. Тоже можно, наверное, посоветовать. Ряд астероидов были сфотографированы с близкого расстояния, что приятно. Но Матильда – это довольно крупный астероид. Ну, тоже его интересно, наверное, будет рассмотреть, как они выглядят. Такие вот бесформенные куски камня. Тоже видны вот и следы от ударов, столкновений. Крупнейший астероид, но не крупнейший объект не крупнейший объект пояса астероидов. Весту засняли вблизи, со всех сторон облетели, то есть можно подробно рассмотреть, как это выглядит, крупнейший астероид. И можно рассмотреть тоже подробно, как выглядит крупнейший объект пояса астероидов. Ну, наверное, детям бросится в глаза основное их различие сразу. Ну и тоже повод поговорить по карликовых планетах. То есть видно, да, что здесь у Цереры, ну, она самая маленькая из карликовых планет, уже ближайшая к нам, но ее гравитацию уже хватает, чтобы поддерживать, ну, примерно такой шарообразную форму. У Цереры еще все-таки нет. То есть теперь вот это крупнейший астероид, вот это крупнейший объект пояса астероидов. Ну, что значит крупнейший объект? То есть почему планета примерно понятно, визуально очень похожа на планету, почему карликовая? Ну, тоже можно визуально показать по сравнению с Луной и Землей, если в одном масштабе брать. Ну, действительно, слово карликовое напрашивается, наверное. Ну, вот если видно, здесь вот что у нас? Мадагаскар. Вот как поперечник Мадагаскара примерно. Юпитер. Не просто крупнейшая планета нашей Солнечной системы.
Она обладает еще наибольшим количеством спутников, несколько десятков их известно. То есть здесь вот показаны их орбиты. Ну, наибольший интерес представляют 4 крупнейших, так называемые Галилеевы спутники, они же ближайшие к самому Юпитеру. Ну, здесь тоже может быть и тема для исследования истории их открытия, достаточно любопытно. Ну и дальше можно пойти. Все-таки астрономия может предполагать и проведение наблюдений астрономических. А Галилеевы спутники, ну, собственно, Галилей их потому и открыл, что их очень легко наблюдать. То есть на современном этапе телескопов, конечно, не нужно здесь уже никаких. Любой бинокль, пожалуйста. Даже самые простейшие бинокли, их можно рассмотреть, но если знать, куда смотреть, конечно. Вот, чтобы знать, куда смотреть, у нас будет последний слайд в этой презентации. Ну, чтобы знать, куда смотреть, чтобы тот или иной объект на небе найти. Спутники достаточно крупные, Галилеевы. Но вот крупнейший из них, Ганимед, представлен здесь в сравнении с Землей и с Луной. То есть, видимо, он уже гораздо больше Луны. Но по размерам практически точно такой же, как Меркурий. Сатурн, тоже газовый гигант. Здесь он и со своими кольцами заснят, и несколько спутников здесь видны. Ну, тоже некоторая затравка для наблюдений. Кольца Сатурна тоже очень интересный объект. Их тоже легко наблюдать. Тоже в любой бинокль они видны. Тоже нужно для этого знать, куда смотреть. Последний, как я уже сказал, кадр у нас это будет пояснять, куда смотреть, чтобы тот или иной объект на небе увидеть в данный момент времени с данной точки пространства. Ну, почему эти планеты газовыми гигантами называют? Газовые можно обсудить. Почему гигантами можно и посмотреть. Здесь Сатурн, Юпитер гораздо больше. То есть тоже Сатурн, Юпитер газовые гиганты. Уран, Нептун теперь ледяные гиганты, а не газовые. Тоже небольшое можно поручить исследование, почему одни газовые, другие ледяные. Сатурн тоже гигантская планета, обладает тоже очень большим количеством спутников. Но если у Юпитера 4 очень больших спутника, у Сатурна только один очень большой спутник – Титан. И еще 6 спутников, которые достаточно велики, чтобы шарообразную форму поддерживать. Они здесь представлены, здесь все в одном масштабе. Сравнение Титана. Титан тоже уникальный спутник. Мощная достаточно атмосферой обладает. Тоже тема для исследования. Ну, помним, наверное, не так давно миссию Гюйгенса. То есть аппарат туда спускался, спускательный, даже с помощью парашюта. То есть достаточно много информации успели и по Сатурну, в частности по Титану получить. То есть и результаты исследования миссии Гюйгенса, но некоторые исследования тоже, наверное, будет интересно. Уран, первый из ледяных гигантов. Как и положено гигантским планетам, окружен роем спутников. Из них крупных 6. Крупные – это значит те, которые поддерживают такую шарообразную форму. Тоже они здесь все в одном масштабе представлены. Из них крупнейший спутник Титания. Тоже имеются фотографии с близкого расстояния. Дальше, то есть, как уже говорилось, вся Солнечная система так или иначе занята малыми телами. Основной пояс мы уже вспомнили. То есть здесь на рисунке Солнце, планеты-гиганты. Вот это вот троянские астероиды Юпитера. Ну и дальнейшие. Здесь показаны другие объекты малые. То есть это кентавры, рассеянный, пояс Койпера, рассеянный диск. Ну, пояс Койпера, рассеянный диск посмотрим чуть дальше. Сейчас про кентавров. Тоже важная составляющая Солнечной системы. Как правило, практически неизвестная ученикам. Здесь визуально их представить будет сложнее. С близкого расстояния один кентавр так и не сфотографировали. Есть фотографии с дальнего расстояния. Вот Харикла, самый крупнейший из кентавров. Ну вот он имеет даже достаточно большой, чтобы вот шарообразную форму поддерживать. Можно посмотреть его в сравнении с Плутоном, в сравнении с Луной. То есть тоже достаточно интересная область космоса. Нептун, ныне последняя планета Солнечной системы. То есть, если говорить про планеты, здесь Солнечная система заканчивается. Если говорить про просто объекты Солнечной системы, она здесь еще даже толком не началась, потому что дальше их гораздо больше по количеству, если смотреть. Ну, может быть, не по качеству.
Ну, как и положено, роем спутника окружен, крупный только один Тритон. Все остальные шарообразную форму не поддерживают. Тоже интересная фотография с близкого расстояния Нептун и Тритон. Планеты Солнечной системы в одном масштабе, тоже интересно посмотреть. Кроме планет, крупнейшие спутники различных планет в сравнении с Землей, наверное, тоже будет интерес представлять определенный. Ну, дальше за Нептуном, как уже сказано, планета заканчивается. Начинаются так называемые транснептуновые объекты, которые делятся на 3 разных пояса. Пояс Койпера, рассеянный диск, облако Оорта. Каждый следующий пояс изучен хуже предыдущего. Облако Оорта до сих пор относительно гипотетическая область. Но тоже понятно, расстояния далекие, свет отсвечивает уже плохо, рассмотреть сложно. Тоже крупнейшие из известных транснептуновых объектов представлены здесь. Здесь целый ряд карликовых планет, несколько объектов, которым пока что, по крайней мере, статус карликовых планет не представлен. Хотя, в принципе, наверное, будет. Ну и некоторая общая характеристика, то есть структура. Планеты-гиганты, между ними в масштабе Харикла и другие кентавры. За Нептуном начинается пояс Койпера, частично пересекается с рассеянным диском. То есть пояс Койпера это такие, то есть если кентавры это кометообразные тела, глыбы льда, грубо говоря, пояс Койпера и рассеянный диск это уже больше похоже на астероиды, то есть это куски камня. Есть несколько очень крупных, в том числе несколько карликовых планет. Они частично пересекаются, пояс Койпера и рассеянный диск, но их разделяют друг друга. И по характерным орбитам в рассеянном диске они гораздо более вытянутые. И по наклону к плоскости эклиптики тоже рассеянный диск сильнее наклонен гораздо. Но здесь вот тоже известные объекты точками представлены. Плутон когда-то считался планетой с 30-го года со своего открытия. С 2006 года больше не считается. Вот мы сейчас даже чуть дальше посмотрим виновника, почему он не считается. Интересный объект. Буквально 2 года назад все-таки было доказано, что из известных транснептуновых объектов он крупнейший. Что одно время считалось, что нет, не он, что Ирида крупнее. Но все-таки вот 2 года назад миссия вокруг него пролетала. Автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты» детально обследовала, детально сфотографировала. То есть эта фотография еще достаточно с далекого расстояния. У Плутона теперь есть очень подробная карта его поверхности. Хотя раньше его самая лучшая фотография вот до этих вот событий занимала всего несколько пикселей. Теперь он известен, его поверхность, ну, может даже лучше, чем Луна в чем-то. Миссия новых горизонтов тоже достаточно интересная тема для небольшого исследования детей, потому что, конечно, тоже миссия уникальная. То есть первая карликовая планета пояса Койпера, ну и он же крупнейший объект и транснептуновой области. Карликовая планета. Ну, тоже показано, почему она карликовая. Из карликовых планет Плутон самый большой. Но здесь видно, что он заметно меньше Луны даже. Но у него есть один очень такой интересный спутник. Вообще у него 3 спутника, но один интересный, Харон. Чем он интересный? Здесь вот тоже фотографию, которую сделал спутник «Новые горизонты». Что здесь можно посмотреть? Ну, покажу. Ну, видно даже, наверное, визуально. Они не сильно отличаются по размерам. Они очень близко. Где-то более чем в 10 раз ближе, чем между Землей и Луной. И здесь даже в первом приближении нельзя сказать, что Харон вращается вокруг Плутона. Они где-то вот здесь вот общий центр масс. И они действительно вращаются вокруг него. Это единственная пара в нашей Солнечной системе, когда спутник вращается вокруг точки, которая находится за пределами поверхности другого тела. У всех остальных спутников эта точка лежит внутри поверхности. А здесь, то есть рассматривается вариант, присвоить статус там не карликовая планета и спутник, а вот двойная планета. То, что такой вот уникальный объект нашей Солнечной системы. Не сильно отличается по массам, очень близко. И вот где-то вот здесь у них
общий центр масс. То есть очень интересный объект. Достаточно далеко уже находится, период обращения 248 лет. Чем он знаменит, кроме того, что раньше был планетой, из всех объектов Солнечной системы, которые были сфотографированы вблизи, это самая дальняя. То есть все остальные можно посмотреть из телескопа, но вблизи них более дальних объектов, космических аппаратов больше не пролетало. То есть вот новые горизонты прилетел к Плутону. Все, что дальше, это либо фотографии издали будут, ну, либо просто рисунок. То есть детальных фотографий более дальних объектов нет. Следующая карликовая планета за Плутоном, это уже рисунок Хаумея. 285 лет период обращения, чуть дальше Плутона. Знаменита тем, что очень быстро вокруг себя вращается. Самая большая частота обращения в Солнечной системе, что накладывает некоторый отпечаток на ее облик. Следующая карликовая планета Макимаки. Еще дальше, 306 лет период обращения. Это уже рисунок тоже. Эрида. Достаточно интересная карликовая планета. Вошла в историю. Достаточно далеко находится. 561 год период обращения. Собственно, именно ее открытие привело к тому, что Плутон решили статус планеты. И ее же открытие привело к тому, что ученые-астрономы придумали такой термин, как карликовые планеты. То есть изначально считалось, что она даже больше Плутона, потом это не подтвердилось, но подтвердилось предположение, что объектов, аналогичных Плутону в поясе Койпера, достаточно много, некоторые из них мы сейчас посмотрели, и для них вот был выведен специальный класс объектов – карликовые планеты. Седна. Очень далекий объект, примерно 12 тысяч лет период обращения. Из всех, так скажем, каменных объектов, это самый дальний из известных. Дальше есть огромное количество объектов, но это все кометы, куски льда. Из кусков камня, грубо говоря, это самый далекий. Тоже достаточно интересный объект для небольшого исследования, в том числе и история его открытия Седна и последствия этого открытия. Ну, вкратце, в чем история заключалась. Понятно, на очень узенький участок космоса направили телескоп и сразу открыли Седну. То есть у астрономов возник вопрос. Это вот нам так повезло, что в первый же попавшийся очень узенький участке космоса открыли такой далекий объект, о котором не имели ни малейшего представления. Или, может быть, их там такое количество, что вот куда ни посмотри, там обязательно что-нибудь будет. То есть на этот вопрос до сих пор не могут ответить по объективным причинам. Собственно, постараюсь их показать. Давайте посмотрим на орбиты. Здесь вот орбиты планет, включая астероиды. Уменьшаем масштаб, дальнейшие орбиты. Вот орбита Плутона, уже характерна для пояса Койпера, отличается от характерных орбит планет. Примерно в 2 раза дальше Плутона Седна. Это в точке ближайшего приближения к Солнцу. У нее траектория уже не характерная ни для пояса Койпера, она больше характерна для комет, очень вытянутая, то есть для облака Оорта, по сути. Поэтому до сих пор не могут решить, это самый дальний объект рассеянного диска или это самый близкий объект облака Оорта. Седну когда открыли? Когда она находится на ближайшем расстоянии к Солнцу, ну, то есть сейчас. Большую часть своей жизни этот объект находится на таких расстояниях, что в современные телескопы его в принципе нельзя увидеть. То есть там отраженного света для этого просто не будет хватать. Поэтому, в принципе, предполагается, что да, случайно посмотрели в какое-то место, случайно открыли этот объект. Вполне может быть, их там сотни, тысячи. Просто они сейчас достаточно далеко, и их не видно. То есть может представлять собой не просто такую вот маленькую планетку, но и целый класс пока еще неизвестных объектов, которых, в принципе, может быть огромное количество. Ну и дальше, если всю вот эту вот огромную траекторию Седна уменьшить, ну вот, будет начинаться так называемое облако Оорта, граница нашей Солнечной системы. То есть долгопериодические кометы туда входят. Тоже из 2 частей состоит. Внутренняя часть облака Оорта все еще лежит в плоскости эклиптики. Дальше уже как угодно, когда притяжение к Солнцу меньше становится. Ну и, собственно, самые дальние объекты облака Оорта, самые дальние кометы, ну и являются границей нашей Солнечной системы. То есть как она определяется? Ну, на каком-то расстоянии притяжение Солнца становится меньше,
ну, чем, грубо говоря, притяжение галактики. Это расстояние около 1 светового года. И те объекты, которые находятся дальше 1 светового года от Солнца, ну, спутником Солнца вокруг него обращаться стать уже не могут. Те, которые ближе, в принципе, еще могут. Но вот эта вот граница притяжения Солнца и является границей нашей Солнечной системы. Известно не так много достоверно объектов облака Оорта. Расчеты показывают, что их должно быть огромное количество. То есть там счет должен идти на миллиарды. Но в связи с дальними расстояниями проверить это невозможно. Пока что, по крайней мере, экспериментально. Что здесь можно сказать? Расстояния огромные. Соответственно, периоды обращения соответствующие. Здесь дана фотография комета Делавана, она же комета войны. Фотография 1914 года. Период обращения этой кометы 24 миллиона лет. Такой характерный период для облака Оорта. Чем эта комета знаменита? Ну, кометы, входящие в облако Оорта, можно наблюдать в телескоп. Но за время, пока была изобретена фотография, то есть где-то 180 лет, по-видимому, только один объект из облака Оорта пролетал вблизи Земли. То есть вот это вот самая комета. То есть вблизи был сфотографирован всего один объект из этого облака. Сами кометы, другие кометы не из облака Оорта фотографировали вблизи и совсем вблизи. Ну, вот пример такой фотографии. Тоже интересная тема, может быть, для исследования. Особенно вот потому, что вот наши люди ее открыли. Саму комету. Комета Черемова-Герасименко. Понятно, она не входит в облако Оорта. Это короткопериодическая комета. Около 6 лет период обращения. Фотография сделана с близкого расстояния. В принципе, с близкого расстояния фотографировались несколько комет, начиная с кометы Галлея в 1985 году. Но космический аппарат Розетта, который был запущен к этой комете, знаменит тем, что он спустил спускательный аппарат, который совершил мягкую посадку на поверхность кометы. Это до сих пор уникальный и единственный случай. То есть миссия Розетты, наверное, тоже достаточно интересная тема для исследования. Тоже уникальное событие. Ну, некоторый семейный портрет, так скажем. То есть если говорить, что такое Солнечная система, это вот она в одном масштабе. Здесь даны все объекты Солнечной системы размером больше 100 миль. Рисунок, он увеличивается. То есть при желании, что такое наша Солнечная система, можно посмотреть от Солнца. Здесь включены все объекты, они все подписаны размером больше 100 миль. То есть это то, что называется нашей Солнечной системой. Так, мы уже почти закончили, но еще не совсем. Так, извиняюсь, я сбросил. Так, почему не совсем? Ну, так. Потому что, ну, на Солнечной системе космос не заканчивается. У нас есть соседи. Тоже достаточно интересная картинка. Не только для посмотреть, но и для посмотреть, в смысле для наблюдений астрономических. Как правило, детей тоже интересует, какие звезды к нам ближайшие, как их увидеть. То есть какие звезды к нам ближайшие, то есть в масштабе и, соответственно, в направлении здесь показано, в радиусе 20 световых лет. То есть Альфа Центавра, ближайшая к нам звезда, тройная. Сириус, двойная звезда, самая яркая на нашем небе, и другие. Тоже некоторые из этих звезд можно найти на нашем небе. Как? Ну, посмотрим на последнем кадре. То есть это вот ближайшие к нам звезды. Совокупность звезд образует галактики. Наша галактика, вид ван Фасвен, вид в профиль. У нашей галактики тоже есть соседи, которые образуют так называемые группы, местную группу. Группа галактик – это те галактики, которые испытывают гравитационное притяжение. В нашу местную группу входят 3 крупных галактики. То есть наша Млечный Путь, Андромеда, галактика треугольника, ну и 3 десятка карликовых галактик. То есть если вообще галактики в космосе разбегаются, то есть по закону Хаббла группы галактик, те, что притягиваются между собой. То есть как установили астрономы, в частности вот Андромеда и Млечный Путь через 2 миллиарда лет столкнутся. Не знаю почему, но у моих учеников, как правило, это вызывает бурю возмущения. Вот. Не знаю. Наверное, они оптимисты. Следующий масштаб. Здесь каждой точкой показана уже отдельная галактика. Группы галактик образуют так называемые сверхскопления. Мы входим в сверхскопление, у которого 2 названия. Оно называется местное сверхскопление. Местное, потому что мы туда входим.
И оно же называется сверхскопление Девы по самой крупной группе. Собственно, вот Дева, наиболее крупная группа из данного сверхскопления, она же в центре данного сверхскопления расположена. Если мы перейдем к следующему, предпоследнему масштабу, комплекс сверхскоплений Рыб-Кита, то есть по центру вот этой точкой, это наше сверхскопление Девы, там другие сверхскопления. Вот в этом масштабе же очень хорошо прослеживается ячеистая структура нашей Вселенной, достаточно хорошо видна. Но если что такое галактики, скопления, сверхскопления, ну, дети, наверное, представляют. То, что здесь выделено синеньким цветом, а то, что выделено красным и желтым, большинство не слышали. Что такое войды, что такое стены, ну, тоже небольшие темы для мини-исследований. Детям, наверное, хуже не будет. Темы небольшие, но интересные. То есть войды, вот эти огромные, грубо говоря, пустоты, где практически нет галактик, стены, то есть цепочки галактик, которые отделяют войды от сверхскоплений. То есть ячеистая структура уже достаточно видна. То есть это предпоследний масштаб, ну, собственно, последний. Наблюдаемая Вселенная. Здесь каждая точка уже вот этот комплекс сверхскоплений. Понятно, наблюдаемая Вселенная – это не вся Вселенная, что у нас есть. Это то, что мы можем зарегистрировать нашим оборудованием, ну, говоря языком космологии. То есть те объекты, которые находятся в абсолютном прошлом относительно нас. Что находится за наблюдаемой Вселенной, здесь уже показано не будет, потому что мы это не видим, собственно. И потому что там находится, ну, в общем, астрономы между собой еще не договорились. Одни считают, что там немножко осталось, другие наоборот, что очень много. Но пока вот консенсуса по этому вопросу нет. То есть из того, что можно зарегистрировать, это вот, ну, последний масштаб, тоже здесь вот ячеистая структура достаточно хорошо видна. Обещал несколько полезных ссылок. Ну, что еще раз? Они есть на диске. Да, то есть кому диски я раздал? Есть, да, да. Все есть. То есть все, что я показываю, есть, и там еще чуть-чуть сверх того, что я не показываю. Ну вот начнем. Я все время говорил, что вот можно узнать, куда что искать. Вот есть такая ссылка, онлайн-карта звездного неба. Постараюсь ее открыть. Надеюсь, что-то видно. То есть здесь вот показано. Ну, здесь, правда, по умолчанию выставили координаты Москвы. Можно выставить координаты любого другого места. Я, к сожалению, координаты Сыктывкара не знаю, но можно их здесь выставлять. В принципе, можно и любое время выставлять. И в будущем посмотреть, и в прошлом, как будет выглядеть. То есть то, что мы в данный момент времени, с данной точки видим в звездном небе. То есть вот смотрим. Сатурн виден, по крайней мере, в Москве. Юпитер виден. Пожалуйста, берем бинокль, выходим и ждем хорошую погоду. Сегодня ее не было. Сегодня был дождь. Смотрим на небо, ищем какую-нибудь характерную картиночку из звезд. И относительно нее ищем, что здесь будет Сатурн. Можно попробовать его рассмотреть. Да, он на самом краю. Видно будет плохо, но и он, и Юпитер, в принципе, сейчас видны. По крайней мере, из Москвы. Ну, наверное, из Сыктывкара как-то будет тоже видно. Вот, то есть карта онлайновская, то есть идет в реальном времени. С любой точки можно посмотреть, что видно. То есть для наблюдений вещь, наверное, незаменимая. Действительно очень хорошая. Так, закрываю. Так. Интересный файл называется «Масштаб Вселенной». Такой метапредметный файл, он подходит, наверное... здесь нету флеш-плеера. Тогда не покажу. Требует для воспроизведения Adobe Flash Player. Расскажу словами. Очень интересная открытая программа. То есть, наверное, всем имеет смысл попользоваться, кто еще ее не скачивал. Что позволяет сделать? Подходит, наверное, вообще под все предметы без исключения. Мы сейчас с вами посмотрели, допустим, объекты нашей Солнечной системы. Там планеты, спутники, галактики и так далее. Здесь Scale of Universe, масштаб Вселенной, позволяет, прокручивая масштаб, посмотреть все объекты, характерные от самых крупных, то есть от видимой части Вселенной, до самых мелких, то есть до элементарных частиц. Ну, если там по элементарных частиц, в принципе, еще, может, не всегда корректно говорить про их размеров, но, в принципе, оценить их как-то в некотором приближении можно. То есть, прокручивая от всех вот этих вот
миллиардов световых лет масштаб, до размеров характерных для атомов, их ядер, для нейтронов, протонов, классических, так скажем, электронов, ну и вплоть до нейтрино и так далее, и так далее. Через все объекты проходим, не только астрономические, не только физические, там и географические есть понятные, там и биологические, и так далее, и так далее. Очень большой интерес, как правило, возникает все вот это сравнение, когда это все можно друг за другом, прокручивая масштаб, посмотреть. Действительно, очень интересная программа. Но здесь флеш-плеера нет, поэтому не получится показать. Следующее. Подвижная карта звездного неба. Раньше их делали в учебниках. Теперь, так как это не прописывается в стандартах, этого не делают. Собственно, сейчас никто не делает. Поэтому, как в таких случаях говорят, интернет в помощь. Тоже маленький мини-проект для ученика. То есть, пожалуйста, есть карта. Да что ж такое? Есть накладной круг. Все в одном масштабе. Пожалуйста, можно. Есть инструкция по изготовлению. Пожалуйста, скачиваем, распечатываем, вырезаем, клеим. С ученику какой-нибудь такой проект, мини-проект можно сделать для выполнения, пожалуйста. Для некоторых заданий выполнения вещь достаточно точнее, просто, ну, в общем-то, необходимая для целого ряда заданий. Вот, ну, такие вот основные, может быть, интересные ссылки. Наглядное пособие, вот этот плакат «Карта звездного неба» я вам уже показывал у нас на сайте. Рабочую программу по астрономии показывал у нас на сайте. То есть тоже всем можно пользоваться. Ну, вот эти вот программы тоже, наверное, достаточно интересны. Вот, ну, на этом я, наверное, буду заканчивать. Здесь представлены координаты, то есть если какие-то вопросы возникают, то есть можно написать, спрашивать. Я всегда отвечаю, только отвечаю редко. Я в Москве бываю раз в месяц, но когда бываю, честно на все отвечаю. Вот. Еще раз напоминаю, то есть вам был выдан определенный раздаточный материал. Сейчас еще видеофайлы обещаны, я перепишу на этот компьютер, при желании можно будет брать. Все, надеюсь, получили листочек с кодом для получения сертификата. Всех очень прошу его получить, потому что это не только вам, это и мне нужно. В общем, грубо говоря, для отчетности перед руководством. Когда вы получите сертификат, вам там предложат выставить оценки. Выбираем максимальные, хорошо? Ну, вам не сложно же, а мне приятно будет. Вот. За сим всем огромное спасибо. Вот. Всем до свидания. Все материалы дополнительные будут на компьютер сейчас прямо выложены. Спасибо.